в любом случае вы можете ознакомиться с видеозаписями всех прошедших семинаров на нашем сайте форумов и конференций. Уважаемые коллеги, сегодня с нами работают наши партнеры. Наталья Леонидовна Селиванова, главный сотрудник лаборатории стратегии теории воспитания личности Федерального государственного бюджетного научного учреждения Институт стратегии развития образования Российской академии образования, доктор педагогических наук. Она постарается дать вам ответ на вопрос, почему так трудно быть педагогом-воспитателем в современной школе. Очень интересный вопрос, очень интересный доклад представит Наталья Леонидовна. Я думаю, что вы все-таки ответ на данный вопрос получите, каждый для себя сам сформулируете. Сегодня в нашей студии присутствуют наши коллеги. Вера Борисовна Дейтер, заместитель директора по воспитательной работе гимназии номер 1 города Сыктывкара, и Людмила Михайловна Кузеванова, педагог-психолог гимназии номер 1 города Сыктывкара. Коллеги расскажут нам о том, какие инструменты мы можем использовать для оценки и самооценки эффективности деятельности классного руководителя и приведут в рамках своего доклада опыт своей образовательной организации. Также с нами сегодня будет работать Татьяна Николаевна Лыткина, воспитатель, руководитель четверки объединения педагогов, которые закреплены за классом гимназии искусств при главе Республики Коми имени Юрия Александровича Спиридонова. Татьяна Николаевна расскажет о возможности оценки и самооценки системной работы школьной команды, закрепленной за классом, тоже представит свой опыт работы. И также с нами работают сегодня Лилия Рафисовна Газизулина, учитель начальных классов, заместитель директора по воспитательной работе средней общеобразовательной школы номер 23 города Воркуты, нашей опорной школы. Она представит основные критерии оценки эффективности деятельности классного руководителя. И также с нами сегодня работает Дальченкова Наталья Константиновна, преподаватель-организатор ОБЖ, гимназии номер 2 города Инты, также опорная школа. Представит самооценку эффективности воспитательной работы в деятельности классного руководителя из опыта опорной школы. Коллеги, мы очень рады, что к нам сегодня присоединился такой достаточно богатый состав наших экспертов, которые готовы делиться с вами своим опытом. Я передаю бразды правления Анастасии Николаевне Игнатьевой. Пожалуйста, коллеги, и желаю вам всем успешной работы и на такой доброй ноте завершить наш цикл республиканских семинаров в этом учебном году. Спасибо огромное, Марина Анатольевна, за теплые пожелания, добрые слова в адрес наших коллег. На самом деле, достаточно продуктивная работа сопровождала классных руководителей на площадке Коми Республиканского института развития образования в течение всего учебного 2020-2021 года. И мы очень рады тому, можно третий слайд, пожалуйста, да? Мы очень рады тому, что на протяжении всех 6 месяцев, да, вот мы посчитали с Мариной Анатольевной, нас сопровождали, да, лаборатория стратегии теории воспитания личности Федерального государственного бюджетного научного учреждения Институт стратегии развития образования Российской академии образования. Вот это те научные деятели, педагоги практики, действительно невероятной бодрости духа, профессионализма и вот, что называется, горящие педагоги, которые, да, вот не перегорели, не пустили руки, а всегда действительно на передовой и в рамках действительно развития образования ведут все свои труды, и научные, и практические, да, для того, чтобы нам с вами облегчить процесс взаимодействия с нашими обучающимися, с нашими коллегами. Я напоминаю, что в течение этого учебного года в рамках линейки семинаров республиканских к нам присоединялись главный научный сотрудник Селиванова Наталья Леонидовна, сегодня нам предоставит свой доклад, Инна Юрьевна Шустова, ведущий научный сотрудник, доктор педагогических наук, Черкашин Евгений Олегович, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории, к нам присоединялся также в рамках международного методического семинара. Владимир Витальевич Круглов нас сопровождал 2 семинара наших и имел возможность к нам напрямую выйти, да, на контакт и ответить на вопросы всех наших коллег, уважаемых классных руководителей Республики Коми. Ну а сегодня Наталья Леонидовна нам предоставила доклад, да, который готовился для Международного форума по педагогическому образованию. В республику его передали даже раньше. Форум идет сейчас параллельно с нами, да, получается, он проходит 26, 27, 28 мая.
Но у нас уже с вами, уважаемые коллеги, в первую очередь, благодаря такому тесному и действительно плодотворному сотрудничеству, есть возможность увидеть это интересное, яркое интервью, где, по-моему, очень конкретно, очень точно и очень живо содержится ответ на вопрос, который часто задают в современном мире многие педагоги, в общем-то, и себе, и друг другу. Итак, представляем доклад Селивановой Натальи Леонидовны, который был адресован педагогам Республики Коми. Почему так трудно и сложно заниматься воспитанием в современной школе? Что должны знать наши будущие педагоги? А что может здесь дать наука? На самом деле определяющее для каждого педагога является не то, какими знаниями, какими технологиями или методиками он владеет. Мы очень часто говорим, что дети наше будущее, и но на самом деле дети наши настоящие. И вот понимание этого, оно чрезвычайно важно. Уважаемые коллеги, мне бы хотелось сегодня с вами поговорить, наверное, о наиболее сложном вопросе, который есть в сфере педагогики, а именно воспитании. Почему так трудно и сложно заниматься воспитанием в современной школе? Почему на протяжении очень многих лет, когда ты спрашиваешь учителя, педагога, что наиболее сложным является в его деятельности, он говорит именно о воспитании? Вот в течение нашего разговора я постараюсь ответить на этот вопрос. Но сегодня достаточно часто обсуждается тема, что современное воспитание требует изменений. Это, как говорится, та мысль, которая, может быть, витает в воздухе. Но прежде чем производить какие-то изменения, нужно понимать, а, собственно говоря, на основании чего мы будем эти изменения производить. Что мы хотим заложить в основу этих изменений? Здесь могут быть самые разные варианты. Сейчас я вам назову некоторые из них, которые, мне кажется, на сегодняшний момент достаточно важными. Но прежде всего, это нацеленность воспитания, условно говоря, на будущее. Сейчас очень активно обсуждаются навыки 21 века. С этими навыками мы можем встретиться и на страницах печати, о них говорят и в различных докладах и лекциях. Это и эмпатия, и эмоциональный интеллект, и сотрудничество, и критическое системное мышление, и творческие способности. Даже не раскрывая эти навыки, нам становится понятным, что эти навыки так или иначе связаны с воспитанием. Значит, основа изменений – это нацеленность на, скажем так, на воспитание вот этих навыков, на их формирование. Это то, на чем должны быть основаны изменения воспитания. Вторая основа, о которой мы можем говорить, это понимание того, что в воспитании и воспитательном процессе участвуют самые разные субъекты. Отнюдь не только школа и семья, как мы часто об этом говорим. Безусловно, мы понимаем, что в современном мире в воспитании участвуют и религиозные организации, и детские общественные объединения. Не надо забывать про такой мощный фактор воспитания, как субкультурные общности. То есть я хочу подчеркнуть, что не только школа и семья несет ответственность за современный процесс воспитания. Третий момент, который, может быть, сегодня является самым таким, скажем, тоже очень сильно обсуждаемым, часто обсуждаемым, это информационные технологии воспитания. Мы привыкли говорить о том, что информационные технологии в образовании очень часто несут некий негативный
окрас, мы говорим о тех сложностях, с которыми мы сталкиваемся. Но важно не только говорить о том негативном, что связано с информационными технологиями, но важно говорить и о том позитиве, о том воспитательном потенциале, который могут нести эти технологии. И наконец, четвертое, на основе чего могут происходить изменения воспитания, это то, что мы должны понимать, что нам необходимо менять и само педагогическое сознание. На самом деле, если мы подумаем, то вот этот последний, да, последняя основа, последний фактор, о котором я говорю, он, может быть, должен быть, стоять в начале всех моих рассуждений. Потому что мы прекрасно понимаем, что воспитание, как и любой педагогический процесс, связан непосредственно с деятельностью педагога. И если он будет находиться в плену стереотипов, то мы как бы никаких изменений внести в процесс воспитания не сможем. Ну вот просто приведу вам несколько примеров от тех стереотипов, о которых я говорю. Ну, например, учитель всегда прав. Это, несмотря на то, что, ну, как бы это очень такой, скажем, если можно употребить такое выражение, старый стереотип, но он прочно как бы присутствует в нашем педагогическом сознании. Но если этот стереотип действует, то как тогда быть с навыками 21 века? Как быть с творчеством, как быть с критическим мышлением, если этот стереотип, в общем-то, такого мышления фактически не допускает? Другой стереотип о единстве требований семьи и школы. Ну, это настолько устойчивый стереотип, настолько, как бы, кажется он нам очевидным, но на самом деле очень многие, скажем, и трагедии, даже не побоюсь этого слова, совершаются именно потому, что ребенок не чувствует своего тыла, защиты со стороны родителей. Это не идет о таких примитивных вещах, как там посещение родительского собрания, когда папа или мама возвращаются из него возмущенные, и иногда уж такое непарламентское выражение, накрученными педагогами по поводу поведения ребенка или еще каких-то моментов. Так вот, ребенок всегда, и психологи об этом давно говорят, ребенок всегда должен знать, что в любых обстоятельствах мама с папой будут на его стороне. Ну и, наконец, такой стереотип, который, может быть, ну, сегодня очень современен, да, гаджеты – это плохо. Сколько копий мы уже сломали по поводу того, можно ли иметь телефон в школе, можно ли пользоваться телефоном на уроке, стоит ли выходить в социальные сети во время тех или иных мероприятий. Об этом это обсуждается очень много. И чаще всего все-таки мы сталкиваемся с негативной оценкой существования гаджетов. Но нам надо понимать, что гаджеты, информационные технологии на сегодня – это некая данность. И бороться с их существованием, ну, по крайней мере, не имеет смысла. Значит, наша задача как педагогов понять, что позитивного мы можем извлечь из этой ситуации, какие ограничения мы можем ввести, чтобы они как бы не навредили ни ребенку, ни образовательному, воспитательному процессу. Вот я привела только 3 таких стереотипа, и я думаю, что вы, мои уважаемые коллеги, находящиеся в зале, могли бы еще назвать массу таких стереотипов, которые на самом деле очень мешают нам вносить какие-либо изменения в сферу воспитания. Тогда встает вопрос, хорошо, значит, мы пытаемся что-либо изменить в воспитании. А что может здесь дать наука, собственно говоря? Что могут дать те исследования, которые проводятся? Как использовать тот огромный капитал накопленных знаний, чтобы все-таки так или иначе, с одной стороны, внести необходимые изменения в процесс воспитания, а с другой стороны, облегчить этот процесс для многих педагогов. И тут мне прежде всего хочется поговорить о научно-методическом обеспечении. То есть наука, исследователи должны предоставить такие знания,
которые могли бы максимально минимизировать те риски, те сложности, с которыми сталкивается каждый педагог в процессе воспитания. Сразу хочу отметить такой факт, что такое научно-педагогическое обеспечение не должно быть избыточно. Потому что, к сожалению, особенно сегодня мы сталкиваемся с тем, что мы очень пытаемся регулировать все, что происходит в сфере образования, в том числе и в сфере воспитания. Но нам надо помнить, опять же, здесь и о другом, что жить в ситуации свободы бывает достаточно сложно. Ситуация выбора, ситуация свободы, она для каждого человека не так однозначно проста. Приведу вам такой пример. Вспоминаю 90-е годы прошлого столетия, когда, в общем-то, во многих сферах образования педагогам была дана свобода. Даже вплоть до того, что они могут заниматься воспитанием так, как они хотят, так, как они понимают, либо как бы ограничить очень этот процесс в плане времени, в плане объема деятельности. И сначала вроде бы все как выдохнули. Вот хорошо, можно теперь действовать значительно проще. Но через какое-то время стали поступать сигналы о том, что педагогу сложно. То есть, лишившись каких-то определенных ориентиров, педагоги начали испытывать определенные трудности. Поэтому очень важно вот это соблюсти, как всегда, соблюсти меру. Да? С одной стороны свободу, с другой стороны неких ограничений. Такая примерная программа воспитания разработана в Институте стратегии развития образования. Эта программа отличается от тех привычных программ, которые существовали до этого, но отличается прежде всего модульным принципом своего построения. Там в этой программе вы не увидите привычных направлений воспитания, экологическое, патриотическое и так далее. Но это не значит, что как бы содержание этих направлений воспитания не присутствует в программе. Нужно отметить, что эта программа прошла серьезную апробацию. Она утверждена ФУМО в прошлом году. То есть это такой полноценный документ, который входит в нормативно-методическое обеспечение. Что еще может сделать наука? Наука в рамках научно-методического обеспечения может обеспечить подготовку педагогов к воспитательной деятельности. Я имею в виду прежде всего будущих педагогов. И тут опять возникает сложная ситуация, потому что мы сейчас очень часто говорим о том, что мы живем в ситуации неопределенности, о том, что и будущее наше не выглядит достаточно определенным. То есть вот эта неопределенность будущего ставит для нас сложную задачу. А, собственно говоря, к чему мы должны готовить будущего педагога, особенно в сфере воспитания, с чем он столкнется? Если бы мы этот разговор вели год назад, разве мы бы могли говорить о том, что принципиально важным станет то, как организовано дистанционное обучение? Нет, не могли. Говорили ли мы о том, что, как, собственно говоря, можно организовать воспитательную деятельность, воспитательную работу при дистантном обучении? Что это должно быть? То есть вот эта динамичность нашего времени, вот эта неопределенность, в которой мы живем, она как бы вносит для нас определенные трудности. Могут ли спасти нас здесь компетенции? Я думаю, что нет. Действительно, компетенции очень важны. Но есть еще кое-что, о чем, позвольте мне тут как бы сохранить некую интригу, о чем бы мне хотелось сказать, может быть, в конце, о том, что не только компетенции, которые наши будущие педагоги обретают в ВУЗе, важны для их дальнейшей профессиональной деятельности. Но, тем не менее, мы должны, опять же, понимать, что должны знать наши будущие педагоги в сфере воспитания. Какие знания им необходимы, какие навыки, какие умения, да, хотя это, конечно, связано и с компетенциями. Но, во-первых, до сих пор ведется дискуссия, собственно говоря, а какие научные знания нужно давать будущему педагогу. Конечно, это должны быть прежде всего научные знания о современном ребенке. Это убеждение будущих педагогов в том, что процесс воспитания нужно рассматривать как целостный, непрерывный процесс, в котором все взаимосвязано. Очень важно, и, может быть, об этом нужно говорить в первую очередь, о том, что те знания, которые мы даем и которыми будет пользоваться будущий педагог,
они должны быть ориентированы на признание ценности каждого ребенка. То есть вот эта ценность каждого ребенка, она должна стоять во главе всего. Но в то же время нам очень важно понимание того, что мы не просто должны давать какие-то классические знания, да, в сфере воспитания в том числе, но очень важно, чтобы студент погрузился в те, скажем, такие интеллектуальные, да, назовем их так условно, споры, которые ведутся по той или иной части воспитательного процесса. То есть, например, с будущими педагогами, со студентами важно говорить о том, что воспитание носит вероятностный характер. Хотя, если мы посмотрим классические утверждения, этого факта как бы не приводится. Мы говорим о том, что невозможно построить технологии воспитания в силу самых разных причин. То есть очень важно давать не только классические, традиционные знания в сфере воспитания, но рекомендуется обсуждать те вопросы со студентами, по которых не выработано окончательное мнение. Но и в эту дискуссию они могут включаться и сами. Вот я сказала, что да, не только компетенции. Мы в последнее время очень мало говорим о той эмоциональной составляющей подготовки будущих педагогов. В свое время была очень популярна театральная педагогика. И это было совершенно справедливо, потому что именно в рамках театральной педагогики, она была рассчитана прежде всего на студентов театральных вузов, им показывалось, как можно поздороваться, как нужно себя вести в той или иной ситуации. Вот эти вот как бы внешние, эмоциональные детали, они как бы обогащают вот образ того учителя, которого мы хотим видеть в каждом классе. Ну и, наконец, как и любая другая профессия, а может быть, профессия педагога особенно, эта профессия связана с непрерывным образованием. То есть я имею в виду о том, что так или иначе нам все время, как педагогам и в сфере воспитания, нужно повышать свою квалификацию. И вот тут мне бы хотелось предложить ряд принципов, которые могут быть положены в основу современного повышения квалификации, и которые бы сделали ее более динамичной, более отвечающей современному времени. Это прежде всего такой достаточно очевидный момент, то, что реализация системы повышения квалификации должна быть построена на разных уровнях. И на государственном, и на региональном, и на уровне образовательной организации. Но все эти уровни должны быть взаимосвязаны и взаимозависимы. То есть они не должны повторять друг друга ни содержательно, ни по формам. Мы не устаем говорить о том, что на самом деле определяющее для каждого педагога является не то, какими знаниями, какими технологиями или методиками он владеет, а важно, чтобы у него была сформирована и развивалась его личностно-профессиональная позиция. То есть для того, чтобы выбрать то или иное содержание, те или иные формы, я должен иметь собственную позицию, как личностную, то есть что такое для меня хорошо, что такое плохо, но и профессиональное, то есть понимание того, что может принести пользу моим ученикам, а что не принесет. Важен и такой принцип, как ориентация педагога на диалог с участниками воспитательного процесса. То есть мы утратили немного вот такое понятие, как педагогический коллектив, и не часто в своем кругу обсуждаем именно профессиональные проблемы. А очень важно, чтобы вот этот диалог с участниками воспитательного процесса был непрерывным. Еще один принцип, который необходимо реализовать, и, может быть, он является одним из самых главных, одним из самых основных, это принцип состоящий в том, что педагоги должны участвовать в реальной инновационной воспитательной практике. То есть они на самом деле должны находиться рядом с тем педагогом, чей опыт они изучают, пробовать вместе с ними, выяснять свои ошибки, видеть свое продвижение и так далее, и так далее. Очень важно соблюдать принцип вариативности содержания и форм повышения квалификации, потому что это содержание и формы должны быть связаны, с одной стороны, с особенностями профессиональной деятельности педагогов,
а с другой стороны, что с необходимостью построения индивидуальной траектории профессионального развития. Это очень часто декларируется, а на практике не реализуется. А это очень важный момент, потому что когда реализуется вот эта индивидуальная траектория профессионального развития, тогда появляется вот эта удовлетворенность от системы повышения квалификации. Но и, может быть, последний принцип, о котором стоит говорить, это о том, что очень важно, чтобы педагог не замыкался в рамках своей профессии. Педагогическая профессия, она одна из тех профессий, которые требуют широкого кругозора. И поэтому важно, чтобы он включался в самые различные виды социальной практики и общался с самыми различными профессиональными сообществами. Это будет прежде всего обогащать его кругозор. Это дает ему разные социальные контакты и так далее, и так далее. Нам необходимо понимание, я вернусь как бы к началу своего выступления, что вот что это научно-методическое обеспечение, оно действительно может сыграть позитивную роль, скажем так, в том, чтобы процесс воспитания, который сегодня нас не всегда устраивает, он бы изменился, он был бы более обоснован, он был бы более живым, ну и даже употреблю такое слово, был бы более человеческим. Спасибо за внимание. Ну что ж, уважаемые коллеги, вот с таким докладом к нам сегодня обратилась Наталья Леонидовна. Этот доклад был подготовлен, еще раз напоминаю, к Международному форуму по педагогическому образованию. И действительно здесь очень, так скажем, четко и конкретно сказано о тех главных изменениях, которые ожидают нас именно в системе образования в части воспитательного процесса. Ну а сейчас мы возвращаемся к теме нашего республиканского онлайн-семинара «Оценка и самооценка эффективности деятельности классного руководителя». Конечно же, раскрытие этой темы актуально именно к концу года учебного 2020-2021, когда мы находимся на стыке таких изменений, да, и внедрения программы воспитания, над которой мы работали в течение всего учебного года, и которая будет уже у нас реализовываться с 1 сентября 2021 года. Я знаю, что проекты уже утверждены во многих образовательных организациях, проекты рабочей программы воспитания. И, конечно же, вот именно в деятельностном подходе она будет проявлять себя уже в индивидуальных каких-то моментах каждой общеобразовательной организации с 2021 года, с 1 сентября 2021 года. А сейчас я хотела бы предоставить слово и об основных инструментах оценки и самооценки эффективности деятельности классового руководителя нам расскажет Вера Борисовна Дейтер. Это наши постоянные партнеры. Да? Вера Борисовна, заместитель директора по воспитательной работе гимназии номер 1 города Сыктывкара. А также сопровождать доклад Веры Борисовны будет Людмила Михайловна Кузаи-Иванова, педагог-психолог муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии номер 1 города Сыктывкара. Да, Людмила Михайловна уже выступала у нас на республиканском методическом объединении классных руководителей, очень заинтересовались теми методиками, которые используются в гимназии номер 1 наши коллеги, и мы обещали, что мы им предложим этот вариант, да, к реализации и расскажем еще более подробно. А сейчас Вера Борисовна начнет о том опыте школы, который существует в гимназии номер 1. Да, я еще уточню, правильно вот стрелочку поставить. Добрый день, уважаемые коллеги. Хотелось бы поделиться опытом работы по воспитательной деятельности, по анализу воспитательной деятельности именно в гимназии. Для нас также 1 сентября 2021 года будет открытием для реализации новой программы воспитания. И мы в течение этого года такой подготовительный этап вели основательный, понимали, что у нас очень многое сделано, и социальный педагог, и педагог-психолог, и классные руководители, они владеют определенными инструментами для осуществления воспитательной деятельности. Но, тем не менее, одной из наших задач как раз является облегчить работу классного руководителя, сделать ее более, ну, наверное, направленной не на бумаге, а на взаимодействие с ребятами. И поэтому как происходит
у нас самоанализ воспитательной работы. Хотела бы немножко вам рассказать. Самоанализ воспитательной работы осуществляется по представленным модулям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания и последующего их решения. Для классного руководителя мы разработали определенный шаблон, анализ деятельности классного руководителя, классными руководителями. Так, сейчас мы его откроем. Ну вот анализ документ. Не знаю, где он тут. Почему он не идет на открытие? Нет, не Лыткина. Лыткина — это другой доклад. Просто так и будет называться анализ. Угу. Анализ деятельности, да? Ниже. Вот он. Нет ли? Так, да, действительно, вот этот файл. Значит, классные руководители все получают у нас шаблон, где как раз имеются критерии. Это первое, указывается какой-то класс, в каком он году сформирован, сколько обучается мальчиков, девочек, то есть это основная информация. Здесь также отмечается успеваемость класса, качество знаний учащихся за год. По сравнению с прошлым годом определяется цифра, и также динамика по четвертям повысилась, понизилась или стабильная. Также в этой карте указываются отличники, не успевающие, и та информация, которая необходима классным руководителям. Далее указаны конкретно пункты, на которые стоит акцентировать внимание. Это социометрическое изучение межличностных отношений в детском коллективе. Я позже покажу таблицу, которую заполняют классные руководители, и Людмила Михайловна Кузеванова также на прошлом семинаре показывала эти таблицы, и сегодня еще раз освежит данные. Далее, вторым пунктом у нас идут социальные факторы, которые определяют условия воспитательного процесса в классе. К этим социальным факторам относятся как раз статус семей, указывается количество учащихся, находящихся на различных видах учетов, потому что для определения плана на следующий год и для анализа деятельности за этот год необходимо, эти данные все равно необходимы, потому что воспитательная работа в каждом классе будет складываться индивидуально, соответственно, данному классу. Третьим параметром у нас является диагностика личностного роста учащихся. Это позволяет говорить о том, что качество личности школьников в основном сформированы, и далее указывается, на каком уровне. Все это считается самой таблицей, поэтому классному руководителю необходимо только провести диагностику, а затем эти результаты уже будут автоматически выведены, нужно будет только проанализировать. Следующий пункт – это указываются общешкольные классные дела, в которые были включены учащиеся. Далее указываются лидеры самоуправления, указываются активные участники олимпиад и конкурсов. Также одним из пунктов является как раз вовлечение родителей в деятельность мероприятия класса. И указываются также родительские собрания и другая работа с родителями. Мы оставляем место для определения преференциационных мероприятий, то есть указывается, какие преференциационные мероприятия проводились, и как это связано, если это выпускники, связано с их возможным выбором дальнейшего жизненного пути по профессии. И последним пунктом как раз являются выводы, то есть классный руководитель выходит на проблемы и определяет задачи на следующий год. Так, этот слайд можно снять. Можно, пожалуйста, как-то выйти назад и к следующему слайду. Итак, мы для себя определяем два основных направления. Это результаты воспитания, социализации, саморазвития обучающихся и состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. В качестве вспомогательного инструмента
используется видение крайних характеристик деятельности по модулям программы, соответствующих низкому и высокому уровню его воспитательного потенциала. Можно обратиться к анкете. Так, анкета. Анкета. Надо подвинуть немножко ниже. Еще. Вот. Итак, мы переходим к анкете. Я только озвучу часть. То есть для каждого модуля есть определенные вопросы. Ну вот мы составляли все эти вопросы в Google формах и рассылали эту анкету активистам, ученикам, рассылали эту анкету всем руководителям методических объединений, социальному педагогу, педагогу-психологу и заместителям директора, а также классным руководителям. Классным руководителям, тем, которые активно себя проявили в течение учебного года, и тем, которые затруднялись, ну, менее активны были. Что значит утверждение с крайними характеристиками? Ну, это, например, вот первый вопрос, если мы на анкету посмотрим по модулю «Общешкольные ключевые дела». То есть 3 вопроса. Качество общешкольных ключевых дел. Общешкольные дела придумываются только взрослыми, школьники не участвуют в планировании, организации и анализе этих дел. И полярная позиция – это когда общешкольные дела всегда планируются, организуются и проводятся, а также анализируются совместно с школьниками и педагогами. И вот по 10-бальной шкале все это отмечается. И такие вопросы у нас идут по тем модулям, которые школа для себя определила. Мы для себя, естественно, инвариантные модули я не трогаю. Ну вот как вариативные из примерной программы воспитания было ключевые общешкольные дела, детские общественные объединения, школьные медиа, экскурсии, экспедиции, походы и организация предметно-эстетической среды. Гимназия оставила для себя ключевые общешкольные дела и организация предметно-эстетической среды, а также такой модуль, как культура. Это связано с ведением культурного дневника школьника. И возвращаемся назад. Можно посмотреть на самоанализ ответы, как это выглядит для нас. Вот так. Это все в формате Excel мы для себя определяем. Вот на сегодняшний день мы видим, что у нас 22 человека прошли этот опрос, и мы можем по каждой колоночке определять, на сколько баллов оценивается то или иное, в каком качестве будет по баллам выступать то или иное определение. Так, отсюда мы выходим и переходим к модулю, не к модулю, верните, пожалуйста, вот школа. Экселевский файл будет. Девятый, так. На примере одного из классов, не этого года, вообще просто, чтобы вы понимали, как вообще все это работает. Значит, если мы поднимемся выше, мы увидим параметры, по которым оценивается воспитательный потенциал школьников. Мы увидим, что система сама будет считать, еще выше есть? Вот здесь, да, можно остаться. Здесь мы видим с вами определенные параметры, да, и все это легко высчитывается в таблице, о которой как раз расскажет Людмила Михайловна. То есть о чем я хочу сказать? Классному руководителю не нужно бояться диагностики воспитательной деятельности. Ее нужно, несмотря на множество граф и колонок, все-таки распределить в течение года и проанализировать социометрическое межличностное отношение в детском коллективе. Это и направление личностного роста, куда включается характер отношения школьника к семье, характер отношения школьника к отечеству, к земле, к миру, к труду и так далее. И в самой системе мы увидим, что
уровни, все определены классным руководителем, нужно просто эти результаты перенести в таблицу. Свое выступление я заканчиваю. Хотелось бы закончить его на последнем слайде словами педагога Сухомлинского. Воспитание человека – это формирование духовной потребности человека в человеке. То есть при анализе даже воспитательной деятельности мы все-таки делаем акцент не на том, что не получилось, не на недостатках, а на том, как мы эти недостатки сможем исправить и что нам для этого надо. То есть каждая ошибка будет своеобразным ростом для новых вершин, для покорения новых вершин. Спасибо за внимание. Спасибо огромное, Вера Борисовна. Уважаемые коллеги, напоминаю еще раз, что у вас есть возможность задавать вопросы вот в чате, может быть, в графе «Вопросы» в верхней строчке, да, экрана. Вы можете формулировать вопросы, на которые мы попробуем ответить в прямом эфире, либо адресуем нашим экспертам эти вопросы чуть позже, и также представим ответы на вопросы, волнующие наших классных руководителей, для того, чтобы у вас были все инструменты в руках для проведения качественного самоанализа и анализа эффективности воспитательной работы в школе. А сейчас мы передаем слово Людмиле Михайловне. Людмила Михайловна нам расскажет подробнее о тех диагностических процедурах, которые происходят, о той табличке, которая заполняется. Уже нам ее показывали, но вот был запрос от педагогов, и Людмила Ивановна еще раз обратит внимание на диагностику. Добрый вечер. Если с мониторингом воспитательной деятельности как-то у нас не возникает вопросов, это наш республиканский мониторинг, он активно был запущен, опробован, и всегда была возможность получить консультацию, но этот мониторинг воспитательной деятельности, он не захватывал начальное звено. И я в прошлом своем выступлении упомянула о ярославской методике, и именно она вот заинтересовала. Я оставляю эти материалы, но немного хотела его прокомментировать, как пользоваться этими материалами. Может, папочку это ставлю. Ага. Вот папочка возникает у нас. И я сейчас попробую вам рассказать очень коротко. Я ничего не вижу. Не вижу. Назад. Это папка? Так, красно откройте мне, пожалуйста. Инструкцию, да? Инструкцию. Методичка. Да, методичка мне нужна. Да, и хотелось бы покрупнее немножко увидеть. В первую очередь я бы хотела, там в папочке отдельно лежит методичка, то есть мониторинг личностных результатов, и полное подробное в этой методичке идет описание, каким образом проводится, и то же самое идет и актуальность, и какие параметры, то, о чем я говорила вам в прошлый раз. Вот полная с выкладкой результатов, полученных в Ярославле. Назад, немножечко назад. Да. Так, следующий у нас мониторинг. Откройте, да, пожалуйста, вот здесь. Я предлагаю, прежде чем приступать к мониторингу, вот, ознакомившись уже с самой методикой, пожалуйста, здесь у нас введение идет, дальше процедура проведения, рекомендации по... Нет, не надо. Не надо назад. Файлики просто мне обозначьте. И здесь, когда вы познакомитесь уже с процедурой проведения мониторинга, я бы хотела особо обратить здесь внимание на файл «Инструкция по заполнению журнала», по заполнению мониторинга, потому что там... Вот, пожалуйста, подробно описывается, каким образом. Я вам таблицу показывала, но она, может быть, в прошлый раз не очень подробно была открыта, потому что я показывала вам с данные ребят. И дальше, как заполняется, как описаны все полностью столбики, все нужно, мне кажется, прочитать, прежде чем приступить к заполнению.
Возвращаемся. Следующая папка. Для учителей, которые... Ну и вот, сейчас, наверное, самое главное, самое важное, это мы приступаем к самому мониторингу. Когда мы познакомились с инструкцией по заполнению, я вам сейчас открываю анкету, которую заполняют ребята. Как рекомендовано в методике личностных результатов Ярославлем, они смотрят 1 и 4 классы, а мы смотрим у себя ребят 1, 2, 3 и 4 классов для того, чтобы сделать сравнительный анализ, сравнить результаты за прошлый год. Именно на это опираемся. Анкета для всего начального звена, она одинаковая. Я думаю, что у вас, наверное, возникнут вопросы, если 2, 3, 4 классы не заполняют самостоятельно, под контролем классного руководителя вместе с ним в собственном темпе. И, как правило, здесь особых проблем нет. То что же делать с ребятами 1 класса? Как здесь организуется? Вот мы пробовали очень много вариантов, и нам показалось наиболее удобно это привлечь дополнительных специалистов и проводить диагностику под группами. Но, опять же, если у нас гимназия, дети читают, нам, может быть, гораздо в этом плане легче, как вы скажете, в общеобразовательной школе. Ну, тут уже вы будете смотреть сами, насколько вам важны будут результаты в 1 классе, насколько у вас позволяет возможность организовать диагностику под группами. Здесь, мне кажется, нужно просто решить для себя. А 2, 3, 4 прекрасно справляются с этой диагностикой. Как правило, эта диагностика проходит в конце года. Я бы здесь хотела обратить внимание вот на 36-й вопрос. 36-й вопрос – это по самоопределению, кем ты хочешь стать. Именно 36-й вопрос вы в таблице потом будете заполнять либо текстово, но тут можно использовать и другой момент. Можно 1 или 0 использовать. Далее, очень интересно заполняются у нас вот эти лесенки. И последний. Напишите 3 своих главных желания. Вот мне кажется, еще очень важно, посмотрите, как классному руководителю, как же будут меняться желания ребят, насколько они будут глобальными, насколько они будут либо на себя нацелены. И очень интересно проследить просто в течение вот этих 4 лет вот эти желания. Назад открываем. Далее, здесь у нас идет, вот кроме анкеты для детей, еще вот такая анкета. Эту анкету заполняет классный руководитель, педагог. По всем параметрам, по которым мы чуть позднее мы остановимся, по тем же самым, но вместо цифр здесь вписываются фамилии ребят, и тогда уже анкета будет у нас полной. Назад. И экселевскую таблицу откроем. Вот экселевскую. Ну и вот, все мы прочитали, все мы посмотрели, все мы увидели. Начинаем заполнять наш мониторинг. Первая страничка – это еще раз напоминание. Далее, вторая страничка. Вот смотрите, здесь предлагается отдельно для 1 и для 4 классов. Но мы делаем так. Если это 2 и 3, то 2 у нас тоже заполняются, где 1, либо могут сравнить для сравнения 1 и 4. И вот можно, опять же, для классных руководителей, кому интересно, сравнительным сразу 2 года заполняется в одной табличке.
Все ответы, вот здесь у нас пробная строчка, все ответы заносятся. Интересный 18-й вопрос, если вы будете смотреть, предлагается у нас 5 вариантов, и единичку ставим в одном из вариантов. Вопрос 36, о котором я говорила, это текстовый у нас вариант. Далее наши мечты идут вот таким голубеньким, и позднее это у нас ответы идут уже классного руководителя на его... Хотела немножко вернуться, не вижу, ну ладно. Сейчас, когда вы заполните все это, мы приступаем, прежде чем анализировать, к обработке этих данных. Все у нас здесь автоматически смотрятся вопросы. Здесь дают количество вариантов ответов на каждый вопрос. Далее у нас идут, это педагоги первых-четвертых классов. Можно посмотреть, вот какие результаты. Это педагоги, обучающиеся, например, первых, например, четвертых классов. Дальше у нас идут диаграмма. Процентное соотношение, да, получается? Да, процентное отношение. И здесь я вам говорила, в прошлый раз называла основные показатели и познания, взаимодействия, социальное поведение, СОЖ, безопасность, духовно-нравственная сфера и самоопределение. Все здесь в диаграммах у нас с вами видно. Как сделать лучше? Далее идут вопросы. Любой вопрос здесь у нас, вот посмотрите количество. Вы можете посмотреть, если вас интересует какой-то отдельный вопрос. И для анализа... Как-то пробежать дальше. Вот, ага. Читайте, пожалуйста. Для анализа мы в основном... я использую именно вот этот, как сказать, лист. Педагоги и... обучающиеся. И здесь можно в процентном отношении все результаты взять. Далее показатели у нас идут также по вопросам, по обучающимся 1-4 классы. Дальше рейтинг у нас очень интересный. То есть вот можно смотреть столько много показателей и анализировать, ну вот кто как у нас, скажем так, в какую сторону пойдет. А для того, чтобы вас направить в анализе, закроем Excel-очку и откроем файлик анализ. Назад. Да, в мониторинге. И вот здесь анализ. Вот он анализ. Вот здесь вам будет очень хороший помощник. Снова просматриваем все наши области, по которым мы пробежались. Далее вам, скажем так, приведен пример анализа. Показано практически, как можно проанализировать полученные собственные данные, сравнительные данные. Далее использовать те диаграммы, которые у нас с вами получились при заполнении. Так, и в конце таблицу еще. Ага, вот она. Вот это вот. Посмотрите, у нас по каждым параметрам есть критерии, подробно расписанные, что должно быть, что к данному параметру предполагалось все-таки отнести. Например, это познание, это мотивация не только к познанию, но и познавательная активность, и мотивация к творчеству, ну и критерии оценивания. Вот это, мне кажется, будет все-таки вам хорошим подспорьем, если вы захотите поработать с этой методикой. Ну, если у вас ко мне вопросов нет, я думаю, что я на этом закончу. И по мониторингу воспитательной деятельности, если у вас будут возникать какие-то вопросы, которые проводятся в старших классах, вы тоже можете обращаться. Спасибо огромное, спасибо большое, Людмила Михайловна. Действительно, очень занимательная методика, интересная. И вот то, что она идет прямо по тем сферам, которые, да, важны при самоанализе и анализе воспитательной работы, а особенно
действительно ценно то, что для начальной школы вот они уже все разработаны по тем сферам, которые идут у нас потом в модулях программы воспитания. И можно таким образом, находя проблематику, да, по итогам учебного года текущего, найти выход на задачи следующего учебного года вот именно в этих классах, первом, втором, третьем, четвертом классе. Спасибо вам огромное за доклад. Ну что ж, уважаемые коллеги, вот есть у нас моменты, когда плохо видно и слышно. Если все в порядке, поставьте, пожалуйста, плюсик. Если у кого-то есть сложности с этим, вы нам, пожалуйста, пришлите минус, потому что обычно, если несколько педагогов единицы пишут о каких-то проблемах, то чаще всего это проблемы бывают с компьютером, с интернетом в местности. Важно только перезагрузить, да, свой компьютер или гаджет, с которого вы сейчас подключились к нашему онлайн-семинару. Хорошо, я вижу, плюсики есть, наши коллеги с нами на связи. В сложности мы просим все-таки найти источник интернет-подключение более серьезный и обновить страничку. Наш семинар продолжается, и я предлагаю слово по оценке и самооценке системной работы школьной команды, закрепленной за классом, из опыта работы гимназии искусств при главе Республики Коми имени Юрия Алексеевича Спиридонова. Это уникальная совершенно образовательная организация. В вебинарах нашей сезонных онлайн-школ для классных руководителей к нам уже приходили педагоги гимназии искусств и говорили вот о каких-то нюансах, да, работы именно с классами в системе четверок, то есть школьных команд, закрепленных за классов. Но сегодня подробнее нам об этом расскажет руководитель такой вот четверки, да, воспитатель гимназии искусств при главе Республики Коми Татьяна Николаевна Лыткина. Татьяна Николаевна нам представит интересный и подробный доклад о том, каким же образом в гимназии искусств происходит оценка и самооценка воспитательной работы школьной команды. Здравствуйте. Там стрелочка такая. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я с большой радостью и гордостью представляю опыт работы Государственного профессионального образовательного учреждения гимназии искусств при главе Республики Коми имени Юрия Алексеевича Спиридонова. Оценка и самооценка воспитательной работы школьной команды, закрепленной за классом. Государственное профессиональное образовательное учреждение гимназии искусств при главе Республики Коми – инновационное учебное заведение республиканского значения. Правительством республики гимназии доверено воспитание будущей интеллигенции, которая сможет поднять культурный уровень северной глубинки. На 5 отделениях гимназии – музыкальном, хореографическом, художественном, театральном, гуманитарном – обучаются дети со всех районов и городов республики. Гимназия – особая школа. Миссия, которой давно признана не только на уровне региона. Наши выпускники не просто конкурентоспособны и компетентны, они обладают своеобразным набором личностных качеств, которые обеспечивают и социальную активность, и успешность в творчестве. Всем известен современный национальный воспитательный идеал. Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях, таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек, формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации. Личностное развитие обучающихся, проявляющееся первый уровень в усвоении ими социально значимых знаний, второй в развитии их социально значимых отношений и в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел, третий уровень. Воспитательная система – это целостный социальный организм, возникающий в процессе взаимодействия основных компонентов воспитания. Ими стали идеология, системообразующая идеи в виде миссии, цели, деятельность, позволяющая достичь, собственно, этих целей, субъекты деятельности, отношения, интегрирующие субъектов в какую-то общность, среда, освоенная субъектами, ну и, собственно, управление. Если рассматривать гимназию как воспитательную систему, то особенностями субъектов воспитательной системы гимназии будут следующие. В первую очередь это обучающиеся с высоким уровнем способностей к освоению дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств, профессиональных программ в области искусства танца, искусства балета, дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической направленности.
Далее. Принадлежность большинства обучающихся к титульной нации Республики Коми. Следующий момент – это проживание большей части обучающихся в условиях интерната, так как это дети приезжие, да, из глубинки, из городов республики и даже за пределами республики есть у нас обучающиеся, которые учатся в гимназии. Да. Безусловно, это значительные учебные нагрузки, потому что ребята осваивают параллельно несколько программ. И сложная структура управления, характерная для полиструктурного образовательного учреждения, коим является гимназия искусств. Управлять такой системой, конечно, сложно, но возможно. Учитывая специфику нашего образовательного учреждения, воспитательная система гимназии выстроена таким образом, чтобы эффективно обеспечивать достижение высоких воспитательных результатов и целей. Как это работает? Давайте разбираться. В гимназии реализуются 3 вида образовательных программ. Это программы общего образования всех 3 уровней, начального, основного и среднего, программы среднего профессионального образования в области искусств по специальностям искусства, балета, искусства, танца, программы дополнительного образования в области искусств, социально-педагогической направленности и 5 программ воспитания, 3 из которых являются составляющей частью основных образовательных программ общего образования. Они представлены на слайде. Это программа духовно-нравственного развития и воспитания на уровне начального общего образования, программа воспитания и социализации на уровне общего образования, основного общего образования, программа воспитания и социализации на уровне среднего образования, программа воспитания и содержания обучающихся в гимназии и программа профессионального воспитания и социализации. Воспитательную работу осуществляют на основании вышеназванных программ воспитания группа педагогов, классные руководители, воспитатели и кураторы. Классный руководитель, воспитатели и куратор, работающие с одним классом, составляют микроколлектив, так называемую школьную команду с условным названием «четверка» по количеству педагогов, которые входят в эту команду. Да? Но бывает так, что в команде бывает и 3, и даже 2 всего лишь педагога, но все равно мы называем эту команду «четверка». Как правило, это классный руководитель, 2 воспитателя и куратор. Куратор – это педагог, закрепленный за классом от творческого отделения – музыкального, хореографического, художественного, театрального, гуманитарного. Да? Для полиструктурного образовательного учреждения, такого как наша гимназия, данная форма организации воспитательной работы является актуальной и эффективной, потому что составляется единый план воспитательной работы, единый план взаимодействия с родителями, единый план индивидуального сопровождения обучающихся, которые нуждаются в психолого-педагогической поддержке, дополнительной поддержке. Да? Далее, по итогам года педагогами четверки осуществляется анализ, оценка и самооценка воспитательной работы. Педагоги четверки работают согласно разработанному в гимназии положению, где разграничены зоны ответственности, обозначены функции каждого члена педагогической команды. Перед четверкой поставлена основная цель – это создание оптимальных условий для развития личности каждого обучающегося, для развития детского коллектива класса. Задачи: создание условий для учебной деятельности обучающихся по программам общего, дополнительного и среднего профессионального образования, организация внеурочной деятельности обучающихся класса, по направлениям, да, познавательной, игровой, трудовой, досугово-развлекательной, спортивно-оздоровительной, туристско-краеведческой, художественно-творческой, социально-преобразующей и деятельности, направленной на проблемы ценностное общение. Обязанности участников четверки тоже разграничены. Есть собственные участники четверки, а есть человек, который курирует, организует и руководит работой этой школьной команды. Он так и называется — руководитель четверки. Давайте посмотрим, в чем же тут у нас принципиальная разница. Вернемся назад немножко. Итак, руководитель четверки, он организует, проводит заседания четверки по мере необходимости, да? Организует, проводит
распределяет обязанности между участниками четверки, организует планирование и анализ воспитательной работы класса, обеспечивает участие членов четверки в классных и общегимназических делах, проводит на своих заседаниях текущую итоговую работу, оценку работы членов четверки, обеспечивает коллегиальность решения вопросов по проблемам, возникающим в классном коллективе, организует составление отчета о результатах деятельности четверки, представляет публично результаты деятельности четверки. Участники четверки же участвуют в заседаниях, участвуют в планировании и анализе воспитательной работы, оказывают помощь обучающимся при подготовке к конкретным классным, вообще гимназическим мероприятиям и, конечно же, следуют принципам конструктивного взаимодействия в четверке, о которых скажу чуточку попозже. Ну и одним из таких тоже моментов участник четверки обеспечивает опрятный внешний вид обучающихся и выполнение ими требований, которые предъявляет, собственно, гимназия. Да? О каких же принципах идет речь? Принципы взаимодействия в четверке как гарант эффективности работы четверки при их соблюдении. Да? В чем здесь смысл? Цели и задачи взаимодействия определяются руководителем группы совместно с ее членами. Определение индивидуальных функций, обязанностей и задач участников четверки направлено на достижение группового результата. Основная деятельность направлена на выполнение задач, которые поставила четверка перед собой. В группе преобладает личная и взаимная ответственность. Учитываются результаты деятельности каждого участника четверки. Какой же функционал имеют педагоги четверки? Это функция организационная, организация оптимальной для развития личности обучающейся воспитательной работы в классе при помощи включения в социально значимые, социально ориентированные формы взаимодействия в рамках деятельности общешкольного коллектива. Информационная функция. Соответственно, мы информируем родителей, законных представителей и педагогическое сообщество об условиях и результатах обучения и воспитания ребят в гимназии. Развивающая функция предполагает стимулирование положительных изменений в личности обучающегося, поддержку самовыражения способностей ребенка, содействие общему благоприятному психологическому климату в коллективе класса. Интегрирующая функция. Содействие соединению в одно целое ранее разрозненных и несогласованных воспитательных воздействий. Да? Не ребят, рак и щука, а все-таки мы вместе в одной лодке плывем к намеченной цели. Да? Регулирующая функция. Упорядочение педагогических процессов и влияние на формирование личности ребенка и ученического коллектива. Установление конструктивного взаимодействия педагогических работников с обучающимися класса. То есть мы такие посредники, да, между ребенком и всем остальным сообществом гимназии. Регулирование межличностных отношений между обучающимися в классе, обеспечение конструктивной связи гимназии с семьей ребенка. Защитная функция. В первую очередь наша первостепенная задача – это нейтрализовать влияние негативных факторов окружающей, в том числе образовательной среды, на личность ребенка. Управляющая функция. Формирование и развитие органа ученического самоуправления в классе, планирование, анализ воспитательной деятельности класса, компенсирующая функция, создание условий для компенсации недостаточного участия семьи и социума, обеспечение жизнедеятельности обучающихся. Все-таки дети, проживающие в интернате, имеют некоторую степень обособленности, закрытости, да, так как это учреждение закрытого типа. И поэтому нам необходимо компенсировать эти вещи. Да? Мы работаем на раскрытие и развитие склонностей и способностей ребят. Корректирующая функция, педагогически целесообразная коррекция поведения, общения ребенка для уменьшения негативного влияния на формирование его личности. Ну и, вне всякого сомнения, это диагностическая функция, которая предполагает изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики их развития, определение состояния и перспектив развития в общем коллектива класса. Каким же образом мы определяем, насколько успешной стала работа четверки? Признаки эффективной работы четверки.
Это мы уже с вами проговорили. Ну, в первую очередь, это, конечно, высокие результаты в работе. Мы должны достигнуть, ориентированы, по крайней мере, на достижение оптимального уровня воспитанности обучающихся, на сформированность детского коллектива, взаимодействие в детском коллективе, удовлетворенность этим взаимодействием с педагогами. Далее, одним из признаков хорошей работы четверки является высокая удовлетворенность участников четверки, собственно, принадлежностью к этой группе, да, работой в ней, потому что все равно все мы люди, все мы человеки, да, и у нас у всех есть свои особенности, и не всегда бывает комфортно работать с теми людьми или иными людьми. Поэтому это тоже немаловажно, в какую четверку ты попадаешь и как ты выстраиваешь свои отношения внутри этой педкоманды. Угу. Большое количество предполагаемых идей и решений, направленных на совершенствование воспитательной системы класса. То есть, да, эта работа должна быть инициативной, педагог должен гореть, желать и, собственно, делать, воплощать эти идеи. Соответственно, будет большое количество решенных проблем, высокое качество решений педпроблем. И у участников четверки остается положительный эмоциональный опыт, удовлетворенность от взаимодействия. Ну, что касается школьной команды, вот мы работаем так, в команде, дружно, надеюсь, что эффективно. Вернемся к непосредственно воспитательной работе гимназии, как она выстроена, как она работает. Любая деятельность начинается с проектирования, да? И технологической матрицей проектирования, планирования воспитательной работы в условиях гимназии искусств мы, изучив методологические принципы планирования, выбрали модель Нечаева. Нам она показалась самой эффективной и оптимальной для нас подходящей. Следуя этой модели, мы осуществляем деятельность в соответствии с определенными закономерностями, принципами, которые вы видите на слайде, собственно, которые позволяют действительно управлять воспитательной системой, прогнозировать результаты и эффекты, наблюдать за изменениями субъектов, вносить корректировки по ходу деятельности, стимулировать и поощрять всех участников воспитательного пространства. Собственно, здесь вот прикреплен документ «Технология создания плана воспитательной работы по Нечаеву», который мы берем за основу создания плана воспитательной работы на год. Да? Вот посмотрите, пожалуйста, на слайд. Если по первым двум пунктам, я думаю, вопросов не возникнет, мы ознакомливаемся с внешней информацией, нормативно-правовые документы, научно-педагогическая литература, актуальные проблемы воспитания, да, берем за основу. Также немаловажно, что мы учитываем календарь запланированных дел, которые, да, непосредственно есть в гимназии. Далее по второму пункту мы ознакомливаемся со внутренней информацией, это программное обеспечение школы, результаты диагностики, воспитанности, уровня сформированности коллектива. К ним вернемся чуточку попозже. Да? Я хотела бы обратить ваше внимание на пункт номер 3. Это обращение к анализу итогов воспитательной работы за предыдущий год. Данные традиционных мониторинговых исследований и результаты целенаправленного педагогического наблюдения, которые в гимназии принято особым образом фиксировать, об этом я тоже чуточку позже скажу. Что же такое анализ воспитательной работы за предыдущий учебный год? Вот мы начинаем Новый год, мы берем анализ за прошлый. Какие вопросы мы, педагоги четверки, задаем себе для того, чтобы выстроить эффективную, планомерную работу с детьми? Первый вопрос. Какие особенности есть у нашего класса группы? Да? Здесь прикреплен тоже документ, где приложена структура характеристики класса группы. Мы тоже взяли за основу Нечаевский вариант. То есть я не буду на нем сейчас подробно останавливаться. То есть он будет приложен к материалам моего выступления. Второй вопрос, который мы должны задать себе. Кто из обучающихся нуждается в индивидуальном психологическом и педагогическом сопровождении? Это ляжет в основу индивидуального планирования. Каковы особенности родительского контингента? Данные из соцкарт, данные опросов, итоги взаимодействия с родителями, мониторинг удовлетворенности родителей жизнедеятельностью гимназии, да?
Андреевский, он тоже ляжет в основу плана работы с родителями на следующий год. Следующий вопрос: какова динамика воспитательных результатов? Здесь мы говорим как раз-таки о диагностических данных, полученных на конец года прошлого. Как мы их проинтерпретировали, как мы их объяснили с точки зрения принятых в современной образовательной практике подходов. Основные вопросы: что получилось в результате работы по итогам года, что не получилось, почему не получилось, если так, да, и с какими проблемами вы столкнулись, что явилось фактором эффективности, что снизило эффективность и результативность. И в конечном итоге мы констатируем противоречия, определяем проблемное поле, проблемы, разрешение которых ляжет в основу задач на новый учебный год. Обращение к проблемному анализу – основа максимально реалистичного и обеспечивающего высокий уровень эффективности педагогической деятельности планирования. Это та отправная точка, с которой начинается Новый год, да, если дети продолжают обучение. Далее переходим к следующим пунктам алгоритма создания плана воспитательной работы по Нечаеву. Пункт 4 и далее, 5, 6, 7. Здесь нам в помощь будет обращение к пустографу планирования воспитательной работы. Почему? Я вам сейчас объясню. Откройте, пожалуйста, пустограф планирования воспитательной работы, и будет сразу все нам понятно. Да? Это документ, наверное, номер 3 повыше. Лыткина номер 3. Нет? Да, номер 2, прошу прощения, да, номер 2. Вот посмотрите, пожалуйста, как мы это делаем на практике, да, в документальной, так сказать, плоскости, да. Последовательное заполнение пустографа обеспечивает системный подход к осуществлению планирования. Определить цель, задачи на год с учетом зафиксированных проблем, социально-психологических особенностей возраста воспитанника, специфики, миссии образовательного учреждения. Сформулировать измеряемый, подчеркну, да, измеряемый и ожидаемый результат в соответствии с формулировками программы воспитания. Мы здесь ориентируемся на приоритетные, да, целевые установки, на так называемые уровни воспитательного результата. Пользуясь содержанием подпрограмм, это направление работы, выбрать соответствующий возрасту и способствующие преодолению проблем дидактические единицы, которые представлены в программе воспитания. Определяем формы реализации дидактических единиц, тему воспитательного мероприятия, сроки и ответственных, собственно, кто из команды четверки ответственен за то или иное мероприятие. Да? Где-то классный руководитель, где-то куратор, где-то воспитатели. Да? То есть это все на уровне планирования уже распределяется. Да? Особую роль хотела я отвести постановке цели, потому что, как говорил замечательный капитан Врунгель, как вы лодку назовете, так она и поплывет. Да? Если мы очень грамотно сформулируем образ желаемого, те ожидаемые результаты, на которые направлена деятельность, да, то тогда работа выстроится грамотно и правильно. Ой, давайте мы вернемся к презентации, да? К следующему слайду. Что значит определить цель и задачи развития воспитательной системы класса группы? Цель – это предполагаемый результат воспитательного процесса, к которому нужно стремиться. Для нас, для практиков, это предельно конкретный, охарактеризованный качественно, а где можно и корректно количественно образ желаемого, ожидаемого результата, которого человек может достичь к строго определенному моменту времени. Да? То есть мы закладываем сразу сроки, закладываем, что мы хотим получить. Алгоритм постановки целей выглядит следующим образом. Создание образа желаемого в будущем результата. Выявление состояния условий, ограничивающих получение желаемого результата. Мы должны обязательно ориентироваться на проблемы класса группы, на специфику, на возрастные особенности детей. Это время, будущие возможности, будущие потребности, да, которые нам предстоит реализовать в течение учебного года.
Третье – это соотношение желаемого результата с будущими возможностями, потребностями и отводимым на его получение временем. Да? Умножаем все эти пункты, определяем желаемый результат относительно этих ограничений и обязательно находим измерители этого результата. Как пощупать, взвесить то, что мы с вами сделали в течение года. Это очень важно. Да? Мы сейчас говорим о диагностике. Формулирование будущего результата как цели. Важно понимать, что существуют требования к постановке цели, их обязательно соблюдать. Должен быть анализ имеющихся потребностей и проблем, и конкретных возможностей. То есть мы хотим, допустим, вот столько получить, а реально у нас выхлоп. То есть мы должны соизмерять, да, желаемое и реальное все-таки, да, конкретных возможностей, средств, ресурсов воспитательной среды. Цель должна быть актуальной, ориентированной на решение наиболее значимых проблем. Цели должны быть абсолютно реальными. Цели формируются конкретно, что позволяет определить в конце года, насколько они достигнуты, диагностируемы, то есть сформулированы как ожидаемый воспитательный результат. Еще раз, да, подчеркну, цель как ожидаемый, измеряемый воспитательный результат. В зависимости от целевых приоритетов, характерных для разных уровней общего образования, мы определяем и 3 уровня целей и задач. Да? Соответственно, знаниевый уровень имеет свою формулировку, да? Уровень формирования ценностного отношения и уровень приобретения опыта социально значимой деятельности. То есть цели, они будут разниться, понимаем, да? Итак, мы сформулировали измеряемый ожидаемый результат. Двигаемся дальше, да? 5-й пункт, 6-й, 7-й, 8-й. Вот об этом мы сейчас с вами поговорим. Что это значит? Буду говорить тогда таким образом, да? Формулируем образ результатов, прогноз на будущее в соответствии с формулировками ожидаемых результатов в программах и проблемными зонами, обнаруженными нами в конце года. Далее мы определяем средства достижения воспитательных результатов 1-го, 2-го, 3-го уровней в зависимости от возраста и конкретных проблем, выявленных в предыдущем году. Если вы работаете с вновь набранным классом, который только пришел, они новички, да, то мы измеряем на входе, да, что мы получили, и, соответственно, на выходе. Руководствуемся непосредственно спецификой класса, на какое отделение поступили ребята, да, на каком творческом отделении учатся, возраст, количественный состав и так далее, да, и целевой установкой на формирование оптимального уровня адаптированности новеньких обучающихся к условиям гимназии. Что касается содержания деятельности по направлениям, представленных в дидактических единицах, при подборе соответствующего личности развивающего содержания важно помнить, что... Давайте мы откроем вот как раз-таки 3-й документ, который, да, мы уже до этого случайно открыли. Ага. Вот посмотрите, пожалуйста, да, таблица 3. О чем я говорю, да, личностно развивающий потенциал формы воспитательной работы также разнится по уровням, и мы должны об этом обязательно помнить, да, что разные формы воспитательной деятельности обладают разным потенциалом в обеспечении планируемых педагогами 4-ки результатов. И от того, в каких формах организуется воспитательная деятельность обучающихся, будет зависеть возможность достижения этих результатов. Да? Та или иная форма организации воспитательной работы сама по себе не является личностно развивающей. Если вы назовете это слетом или походом, или там какой-нибудь, я не знаю, КТД, да, это не обязательно, то есть все случится, там мы выйдем на тот или иной уровень достижения воспитательных результатов. Очень важно, какое содержание вложит непосредственно педагог в эту деятельность, и какой воспитательный эффект мы получим у ребенка, какой отклик, да? Дальше, при разработке варианта, давайте вернемся к презентации.
Мы говорим сейчас все еще о планировании, да, я напомню. При разработке варианта календарного планирования оптимальным вариантом будет порционно на четверть. Почему? Потому что по мере реализации плана четверка на своих заседаниях, да, на своих встречах планирует содержание следующей порции. В этом случае вы обеспечиваете себе и своим обучающимся возможность шагать по жизни ровно, последовательно, никого не смущая, учитывая все вдруг возникшие объективные и необъективные факторы, да, и спокойно рефлексируя, анализируя и планируя дальше с учетом возникающих моментов. По плану воспитательной работы мы проживаем целый учебный год. Педагоги четверки наблюдают за изменениями субъектов воспитательной работы на уровне гимназии, на уровне класса и отдельного индивида. Осуществляют промежуточную рефлексию и анализ как отдельных воспитательных мероприятий, так и промежутков учебного времени. Там, допустим, месяц, четверть, полугодие. Вносятся соответствующие корректировки, да? Постепенно мы приходим к изначальному этапу, с которого и началось, в общем-то, наше такое насыщенный разговор, да? Это оценка и самооценка воспитательной работы за текущий учебный год. Месяц май, да, учебный год заканчивается, и наша задача осуществить анализ воспитательной работы за учебный год. На документальном уровне мы пишем итоговый отчетный документ, который так и называется. Да? Любой анализ – процедура разложения целого на составляющие. Что касается анализа педагогической деятельности, то выполнение в логике системного подхода он позволяет определить эффективность с учетом заданных параметров целеполагания, о чем я так долго и конкретно остановилась, да? Потому что, опять же, как мы лодку назвали, так мы и приплыли. Что мы заложили на этапе планирования, да? Давайте будем измерять, что же мы получили на выходе. В плоскости анализа оказываются взаимосвязанные компоненты деятельности. Ага. Так, на секундочку. Угу. Компоненты деятельности. Что мы с вами смотрим? Итак, в начале года была заложена проблема и средства ее преодоления в виде целенаправленной деятельности с использованием определенных форм взаимодействия. Сейчас мы провели диагностику, и, в течение года мы ее проводили, да, и на выходе. В данном случае у нас в гимназии существует целый график проведения диагностических процедур. Он также разнится по уровням образования, и мы сейчас вам его покажем. Угу. Давайте мы его покажем. Это следующие документы. Угу. Так. График проведения диагностических процедур, вот это 5-9 класс, вот на уровне начального общего образования. Да? Посмотрите, пожалуйста, какой диагностический инструментарий нами закладывается на уровне начального общего образования. Самое первое, мы измеряем уровень воспитанности, это диагностика капустика, динамика личностного роста. Методика Байковой, я и мой класс, мы здесь измеряем отношение к коллективу. Карта наблюдения за эффективностью подпрограммы, непосредственно, да, программы воспитания. Далее анкета уровень сформированности самообслуживания. Не забываем, что наши ребятки, да, обучаются в условиях интерната. И мы здесь щупаем при помощи этой диагностики, измеряем, взвешиваем уровень сформированности самообслуживания ребят 1-4 классов. Изучение индекса здоровья мы мониторим в течение всего года. И методика Андреева, изучение удовлетворенности родителей жизнедеятельностью в гимназии. Да, она запускается на начало обучения в гимназии и на выходе. Да, то есть мы посмотрим, каким образом родители, с чем пришли, с какими запросами и с чем ушли, да, оправдались ли ожидания, удовлетворены они или нет. Да, вносятся соответствующие коррективы. Так, это весь, наверное, документ, да? Ниже нет ничего. Да? И следующий документ хочу вам предложить для рассмотрения. Это график проведения диагностических процедур 5-9 классов.
Угу. Ага, так, значит, он где-то... Посмотрите, пожалуйста, может, он еще у нас где-то за... Выше, скорее всего. Это последнее. Угу. Ну, туда в основном, да, какие диагностики заложены. Я проговорю, да, вот у нас, к сожалению, не открылся, да, документ. Мы здесь говорим, конечно, в первую очередь о диагностике Степанова, да, изучение уровня воспитанности обучающихся, первая, вторая часть, да. Дальше мы говорим о социометрическом эксперименте, мы берем за диагностику Лутошкина, мы изучаем коллектив, уровень сплоченности коллектива. Ну, вот основные моменты. Безусловно, индекс здоровья, да, мы смотрим, удовлетворенность жизнедеятельностью родителей, удовлетворенность гимназии, да, то есть это костяк основной. Сейчас, наверное, на скидку и не вспомню, да, что еще какие диагностики. Но, тем не менее, вот этот перечень, он будет прикреплен к моему выступлению, поэтому вы можете его посмотреть. Сейчас, когда я визуально покажу, как это выглядит в отчетном документе, наверное, мы сейчас еще раз проговорим эти диагностики. Собственно, давайте вернемся к нашей презентации. Вот, да, вот она у нас есть. Какие структурные компоненты анализа мы берем в расчет? Первое – это проблема, противоречие. Это сопоставление наложения ожидаемого результата и фактического. То есть ожидаемый результат нами был сформулирован в начале года, мы его измерили при помощи диагностики и наложили, получили фактический результат. Да? Это возможно лишь при наличии средств отслеживания, при наличии вот этой системы диагностических процедур мониторинга. Мы констатировали реальный результат и обнаружили факторы, которые повлияли на получение конкретного результата. Да? Что получилось, что не получилось, почему, что приросло, что у нас пошло на убыль, да? И мы делаем вывод, соответственно, что же было, какая работа была эффективной, какая работа не получилась. Далее мы анализируем динамику состояния проблемы, которая вот была на начало года, мы проработали, измерили, сделали вывод и смотрим дальше, что же дальше нам с этим делать. Да? И формулируем примерные задачи на следующий учебный год, прогнозируем, собственно, успешность этой воспитательной работы. Опять-таки, чтобы вы перешли в плоскость документальной, давайте посмотрим пустограф «Анализ воспитательной работы», который тоже нам... Анализ воспитательной работы. Есть. Так. Ага. Не закачался. Не закачался, да? К сожалению, да? Ну, в общем-то, логика ясна и понятна, да, я думаю. Мы также планомерно заполняем, обеспечивая системный подход, пустограф и констатируем проблему, анализируем динамику состояния проблемы и формулируем примерные задачи на следующий учебный год. Конечно же, основной способ получения информации – это психолого-педагогическая диагностика, и наша такая особенность в гимназии – это как мы фиксируем целенаправленное педагогическое наблюдение таким образом, чтобы оно тоже стало нам таким очень мощным подспорьем для того, чтобы делать выводы об эффективности или неэффективности проделанной работы. Это так называемые карты наблюдения, которые я тоже хочу вам представить. Пожалуйста, откройте нам карту наблюдения. Да, табличка, карта наблюдения, ну давайте 5 класс возьмем, к примеру, да, ну любой, 6-й, какой? Давайте 6-й, хорошо. То есть посмотрите, что из себя представляют карты наблюдения. Каждый год
ежегодно педагоги четверки заполняют карты наблюдения на каждого ребенка класса в соответствии с формулировками ожидаемых результатов программы воспитания. Однако, если в программе воспитания ожидаемые результаты приписываются на уровень начального, основного, среднего образования, то мы разбили ожидаемые результаты по каждому году обучения, заложив их в виде наблюдаемого педагогами четверки показателей воспитанности. Ну, давайте возьмем, например, 6 класс под программу направления работы воспитания гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Какие мы наблюдаем показатели воспитанности? Знание об основных исторических достижениях народов России, Республики Коми. Он у нас проявляется, мы его наблюдаем у конкретного ребеночка в полной мере, да, частично или не наблюдаем. Соответственно, мы проставляем балл в табличке. И так по всем параметрам. В результате у нас получается такое поле, да, на котором видны прямо вот как пазлы, маркеры, да, что, собственно, мы пощупали, и есть ли прирост на конец года, потому что карты наблюдения, да, заполняются ежегодно, еще раз повторюсь, да. В результате сопоставления данных карт наблюдений также делается вывод об эффективности проделанной воспитательной работы. Соответственно, определяется прирост или снижение количественных показателей воспитанности обучающихся как по классу в целом, так и в индивидуальной траектории развития отдельного обучающегося класса. Что, в общем-то, если у нас динамика, да, западает, соответственно, это ложится в проблемное поле для того, чтобы поработать на следующий год. Еще буквально, да, одну минуточку займу вашего внимания, покажу, как выглядит визуально динамика эффективности проделанной работы. Можно открыть тоже, пожалуйста, этот документ «Динамика эффективности». Она у нас представлена в отчетном итоговом документе «Анализ воспитательной работы». Педагоги четверки делают его совместно, повторюсь, да, и она у нас представлена как в табличном варианте. Ой, очень жаль, потому что это очень красиво, и очень наглядно, и очень показательно, да, потому что там мы представляем и табличный вариант, да, то есть вот, пожалуйста, диагностики, столбец диагностики, и мы прямо по уровням смотрим, что было в начале года, что мы измерили, да, то есть на конец прошлого года, либо в начале, в зависимости от конкретной диагностики, и что мы получили на конец года. И это мы потом переводим и в графический вариант, вариант гистограмм и так далее. Поэтому, опять же, это делается как на целый класс, так и по каждому обучающемуся, что является достаточно даже визуально показательно, насколько хорошо или нехорошо мы поработали, педагоги четверки, да. Соответственно, резюмируем все вышесказанное. В системе требований к компетентности педагога, осуществляющего профессиональную деятельность в современном образовательном учреждении, аналитическая культура занимает одну из ведущих позиций, так как только на основе глубокого анализа итогов, оценки, самооценки эффективности деятельности воспитательной работы, да, возможно выстроить оптимальное воспитательное пространство и определить дальнейшие перспективы воспитательной деятельности. Спасибо большое за внимание. Очень надеюсь, что те файлы, которые сейчас у нас не открылись, мы приложим, да, к нашему выступлению, вы сможете самостоятельно изучить. Если будут вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Елена Николаевна, спасибо огромное. Действительно, некоторые файлы просто вот не подгрузились, потому что сегодня очень много материалов предлагают нам наши эксперты. Но вот от Инны поступил вопрос, да, кто проводит вот в рамках, так сказать, реализации воспитательной работы именно школьной команды, да, педагогов гимназии искусств, те диагностические процедуры, которые были представлены нам сегодня на семинаре. Обратите внимание, давайте еще раз откроем, да, график проведения диагностических процедур, там все расписано. Сейчас вот посмотрим. Выше. Вот, ага, номер 6. Лыткина номер 6. Ага, да. Посмотрите, пожалуйста, да, здесь мы
Так, покрупнее сможете сделать, да? Угу. Посмотрите, здесь расписана методика, расписано, что, собственно, мы измеряем, что мы щупаем, что мы взвешиваем, расписан, когда, в какой год обучения это происходит, да, например, либо каждый год 1-4 классы, либо только 1, либо только 4, да, то есть в зависимости от того, что мы хотим получить. И, ну, вот здесь так интересно прописано руководитель 4, то есть он, конечно, организует эту диагностическую процедуру, но по большому счету, да, мы внутри команды распределяемся. Соответственно, кто какую диагностику осуществляет, классному руководителю, допустим, ближе, да, поработать с определенными, да, диагностиками, воспитателю, допустим, измерить уровень воспитанности Степанова, к примеру, да, то есть куратор, он делает диагностические процедуры непосредственно говоря о приросте творческих каких-то способностей детей, да, потому что он отвечает, собственно, за дополнительное образование и профессиональную подготовку, да, детей, то есть в зависимости от программы, которую осваивает ребенок. То есть как все делается по уму, да, как целесообразно, да. Поэтому мы, конечно, распределяемся между собой, и руководитель 4, он курирует этот вопрос, распределяет обязанности, собирает данные и, в общем-то, формирует общую картиночку. И отчет, да, наверное, отчет. Конечный результат анализа и самоанализ отвечает руководитель 4. Руководитель 4. Да, насколько я знаю, в гимназии искусств действует положение, да, которое регламентирует деятельность 4, и это очень интересный опыт в том отношении, что ведь команда может быть собрана, школьная команда педагогов собрана не только из педагогов, которые закреплены за классом, как вот это сделано в гимназии искусств при главе Республики Коми. Это может быть временный творческий коллектив, который закреплен за каким-то делом или за каким-то направлением, да, модулем, например, программы воспитания, да, и, соответственно, каким образом организуется эта работа, уже решает непосредственно руководитель образовательной организации, да, и уже регламентирует эту деятельность особыми положениями, которые можно также закрепить и утвердить в образовательной организации, учитывая те особенности и ту специфику, которую имеет каждая образовательная организация на местах. Более того, непосредственно, если создается временный творческий коллектив по разработке проекта, по реализации какого-то проекта, да, то и разрабатывается положение о временном творческом коллективе непосредственно, которое, как сказать, закладывает те ожидаемые результаты, да, которые, в общем-то, мы хотим получить в результате той или иной деятельности. То есть, да, действительно, локальными актами это все регламентируется в гимназии искусств. Спасибо огромное, Татьяна Николаевна, за интересный доклад. Спасибо. Немножечко мы, конечно, затянули по времени, но мне кажется, это действительно очень полезная информация. И наши коллеги, которые к нам сейчас присоединяются, это педагоги из Воркуты и Инты. Сейчас к нам присоединяется Лилия Рафисовна с докладом «Основные критерии оценки эффективности деятельности классового руководителя». Лилия Рафисовна, учитель начальных классов, заместитель директора по воспитательной работе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа номер 23» города Воркуты. Лилия Рафисовна, мы вас просим к нам подключиться. Да, мы видим и слышим. Свой опыт школы, да, нам представит сейчас Лилия Рафисовна. Добрый день, коллеги. Классный руководитель является ключевой фигурой воспитательной деятельности образовательного учреждения. От эффективности его работы во многом зависит успешность всего воспитательного процесса в целом. Определение эффективности деятельности классного руководителя по организации воспитательного процесса относится к числу наиболее важных и сложных педагогических проблем. Оценить работу классного руководителя – это значит определить проблемы воспитательного процесса и планировать пути решения этих проблем. Все мы знаем, что эффективность деятельности классного руководителя зависит в первую очередь от личности самого воспитателя, определяющей стиль отношений с воспитанниками, систему педагогических приемов и способов его взаимодействия с учащимися,
а также от уровня его педагогической культуры, знания и понимания им основных социально-психологических феноменов класса. На основе этого были определены черты, из которых может складываться модель или образ эффективной деятельности классного руководителя в современном образовательном учреждении. К ним относятся стратегическая устремленность и долгосрочная перспектива планирования процесса воспитания. В нашей школе на начало 2020-2021 учебного года числилось 1119 учащихся, сформировано 45 классных коллективов, воспитательную деятельность которых осуществляют 45 классных руководителей. Соответственно, в школе работает 2 школьных методических объединения классных руководителей. На протяжении последних 3 лет мониторинг уровня воспитанности учащихся показывает высокий уровень воспитанности у 28% учащихся. Ну, надо понимать, что этот показатель в большей степени зависит от учеников начальной школы и старшей. Учащихся со средним уровнем воспитанности и выше среднего 59%. Ниже среднего уровень воспитанности показало всего 12% учащихся. Это учащиеся с нестабильным принятием социальных норм и правил поведения, которые находятся под пристальным вниманием классных руководителей. На профилактических учетах состоит от 0,7 до 1% учащихся. Они показывают низкий уровень воспитанности по показателям принятия социальных норм поведения. Наш коллектив добивается хороших результатов воспитанности обучающихся благодаря грамотному и качественному составлению программ воспитания детей, используя такие методы стратегического планирования, как прогнозирование на основе исследований, программирование, моделирование, проектирование. В воспитании учащихся соблюдается преемственность на каждом уровне обучения. У нас возникает гораздо меньше проблем с целеполаганием, выбором содержания форм и способов организации воспитательной деятельности, разработкой критериев и показателей его результативности. Да и сама воспитательная деятельность становится более продуктивной, целенаправленной и эффективной. Второй показатель – направленное содержание воспитательной деятельности на развитие детей. К характерным особенностям воспитательного процесса нашей школы относятся следующие аспекты. Направленность на развитие личности ребенка, воспитание свободного, уверенного человека с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. В нашей школе эффективно работает программа наставничества. Формы взаимодействия учитель-ученик, ученик-ученик применяются как в работе с детьми группы риска, так и одаренными детьми. Реализуется программа «Одаренные дети», осуществляет деятельность детское сообщество «Шанс». Это способствует созданию ситуации успеха у учащихся. Наши учащиеся – победители и призеры интеллектуальных и творческих конкурсов республиканского и всероссийского уровня. Патриотическая направленность. Воспитание в детях любви к родине, гордости за ее достижения. Данная направленность реализуется через детские организации. Военно-патриотический клуб «Полярные совы», юноармейский отряд, волонтерский отряд «Доброволец» и российское движение школьников. Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей. В школе существует система традиционных школьных мероприятий, в которых принимают участие все классные коллективы, как в очном, так и в онлайн-форматах. Следующая направленность – это сохранение и укрепление здоровья ребенка. Данное направление реализуется через программу здоровья «Школьный спортивный клуб «Феникс». Наши учащиеся ежегодно являются победителями и призерами муниципальных и региональных соревнований по мини-футболу, баскетболу, волейболу, лыжным видам спорта и настольному теннису. За последние 3 года у нас увеличилась доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, доля обучающихся победителей и призеров спортивных соревнований, доля обучающихся, участвующих в сдаче норм ГТО. Все направленности содержания воспитательной деятельности реализуются как в учебной деятельности, так и в неурочной. Следующий показатель – системность осуществления воспитательного взаимодействия. Уже стал педагогической классикой вопрос и ответ Караковского на одной из научно-практических конференций. Он задал вопрос участникам конференции, что означает профессионально управлять процессом воспитания. Затем выслушал прозвучавшие варианты ответов и ответил сам. Это означает действовать системно.
У нас разработана в школе система преемственности. Прежде всего, это реализуется через сотрудничество учителей начального, среднего и старшего звена, школьных психологов, социального педагога и администрации школы. Особое место в этой системе занимает школьный консилиум. Его цель – отработка взаимодействия учителей, выпускающих классы с одного уровня обучения на другой, и учителей-предметников, принимающих эти классы по всем аспектам учебной деятельности. Особая роль в этом консилиуме принадлежит психологической службе школы, силами которой проводится комплексная диагностика интеллектуально-личностных характеристик детей. На консилиуме обсуждаются не только психолого-педагогические характеристики будущих пятиклассников, девятиклассников, которые требуют повышенного внимания, но также формы и методы работы с детьми данного класса. Педагоги на каждом уровне должны знать о каждом ребенке, которого принимают. По новым стандартам мы формируем портфолио каждого ребенка, который передаем классному руководителю. Изучив его, можно проследить продвижение каждого ученика во всех аспектах школьной жизни. Следующий критерий – ориентация воспитательного процесса на развитие индивидуальности детей. В советские годы старались воспитывать школу в целом, класс в целом, а вот с воспитанием конкретного ребенка были и остаются сложные и порой неразрешимые проблемы. К сожалению, индивидуальности мало уделяется внимания как исследовательской, так и в практической деятельности. Преобладает усеченный взгляд на этот человеческий феномен. Индивидуальность рассматривается лишь как уникальность, неповторимость, особенная в человеке и его свойствах. Очень часто за пределами рассмотрения остаются три существенные ее характеристики. Индивидуальность как важнейшее системообразующее качество человека. Индивидуальность как этап, уровень развития индивидуума. И индивидуальность как особая форма бытия, его самобытность, способность стать и быть самим собой. Именно целостный, а не усеченный взгляд на индивидуальность способствует тому, что успешно работающие классные руководители избирают ее в качестве ведущего целевого ориентира воспитательной деятельности. Не случайно в их планах воспитательной работы с детьми заметное место занимает раздел «Индивидуальная работа с учащимися». В практике классного руководителя нашей школы часто используются индивидуально ориентированные формы воспитательного процесса, самопрезентации, смотры личностных достижений, мастерские самопроектирования, мастер-классы учащихся. Разработка и включение форм содействия развитию индивидуальности учеников в практическую деятельность не только обогащает и повышает качество воспитательного процесса, но и делает его привлекательным и желанным для самих детей, так как в перечисленных формах они участвуют с удовольствием и высокой активностью. И последнее – это диагностическая оснащенность деятельности классного руководителя. Диагностика не панацея, а средство, которое может помочь сделать проблему беспроблемной. Огромную роль в работе классного руководителя играет диагностика. Она может быть использована как в работе с учащимися, так и с коллективом родителей. Любая информация, которую классный руководитель может получить от родителей в результате диагностики, может оказать и семье, и ребенку неоценимую услугу. Изучение школьников не самоцель, а только средство для улучшения учебно-воспитательной работы. На основании данных диагностики мы оцениваем состояние воспитанности учеников и формулируем проблему в их дальнейшем развитии. Мы должны уметь выделить приоритетные задачи воспитания учеников класса на определенный период на основе данных диагностики и других источников. При этом проблему здесь надо понимать как недостаток в развитии и воспитании школьников, а задачу как описание желаемого состояния качественного изменения новообразования в личности учащегося или класса. И помня вопрос Инны, который задавался предыдущему выступающему, да, кто проводит диагностику, у нас в школе 2 психолога, но они, понятное дело, не могут охватить все классы, поэтому у нас в планах школьных методических объединений классных руководителей ежегодно прописаны семинары, практикумы, такие как диагностика личностного развития обучающихся, современные технологии диагностики обучающихся, мониторинг, диагностика образовательных результатов обучающихся, этапы, виды и формы, которые для нас проводят педагоги-психологи, чтобы и классный руководитель мог какие-то диагностики проводить с классом самостоятельно.
С 1 сентября 2020 года были введены доплаты для классных руководителей в школы за счет федерального бюджета. Данное обстоятельство порождает достаточно противоречивую ситуацию. С одной стороны, повышение вызывает необходимость определить эффективность расходования бюджетных денег, а с другой стороны, размер вознаграждения не может рассматриваться как существенный в сравнении с тем объемом работы, который фактически выполняет классный руководитель. Возникает проблема определения эффективности расходования бюджетных денег и возникает вопрос, как измерить эффективность работы классного руководителя. В методических рекомендациях предлагается оценивать деятельность классного руководителя по двум критериям. Первый критерий – это результативность, и второй – это процесс деятельности. По каким же критериям оценивать деятельность классного руководителя? В настоящее время существует множество подходов к решению обозначенной проблемы. Но на основании письма Министерства просвещения Российской Федерации от 12 мая 2020 года о методических рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования по организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях, эффективность деятельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство, определяется достигаемыми за определенный период времени конечными результатами деятельности и их соответствием ключевым целям воспитания и социализации обучающихся. Существуют две группы критериев оценки ее эффективности: критерии оценки процесса деятельности и критерии ее результативности. Этот подход учитывает непосредственную связь между характеристиками воспитательного процесса и его результатами, позволяя вносить изменения в процесс для получения более значимых эффектов в будущем с учетом отсроченности образовательных результатов. К критериям эффективности процесса деятельности, связанной с классным руководством, относятся, они у вас на экране. Комплексность как степень охвата в воспитательном процессе направлений, обозначенных в нормативных документах. Адресность как степень учета в воспитательном процессе возрастных и личностных особенностей детей, характеристик класса. Инновационность как степень использования новой по содержанию и формам подачи информации. Личностно значимой для современных обучающихся. Интересной для них формы и методов взаимодействия, в том числе интернет-ресурсов, сетевых сообществ и ведения блогов. Системность как степень вовлеченности в решение воспитательных задач разных субъектов воспитательного процесса. Задаются 3 уровня конечных результатов в области воспитания и социализации обучающихся, которые могут быть использованы как критерии оценки результатов классного руководства. Первое – это сформированность знаний, представление о системе ценностей гражданина России. Второе – это сформированность позитивной внутренней позиции личности обучающихся в отношении системы ценностей гражданина России. И третье – это наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина России. Эффективность деятельности по классному руководству повышается по мере продвижения к результатам более высокого уровня. Наиболее доступной формой является экспертное оценивание, которое проводится с учетом основных принципов проведения экспертизы. Результаты оценки эффективности деятельности по классному руководству становятся основой для поощрения лучших практик классного руководства. В рамках работы школьного методического объединения классных руководителей нами были определены критерии, по которым будем проводить оценку работы классного руководителя в рейтинговом режиме. Нужно отметить, что данные результаты педагоги в последующем будут демонстрировать в разных конкурсах в рамках недели науки и творчества. Эти результаты будут отражаться в аттестационных материалах коллег и при распределении фонда стимулирующих надбавок в части критерия результативная деятельность классного руководителя. Ну и тогда у нас не возникает вопросов по поводу распределения фонда стимулирующих выплат. В школе разработано положение о рейтинговой оценке деятельности классного руководителя, в котором прописаны критерии оценки эффективности деятельности классного руководителя. Вы сейчас на экране увидите критерии, которые определяют эффективность работы классного руководителя, и показатели. Вот показатели в этой таблице вы подбираете для своей школы.
То есть что для вас наиболее важно в данных показателях. На слайде у вас то, что важно, ну, как для нашей школы, да, вот, например, критерий первый – комплексность как степень охвата в воспитательном процессе направлений. И первый критерий – это освоение учащимися образовательных стандартов. Ну, мы сейчас все пользуемся электронным журналом, да, поэтому вы видите, что инструменты и способы оценки, да, мы берем как раз отчеты, сведения из электронного журнала. Что мы смотрим? Какие у нас показатели? Отсутствие фактов отчисления учащихся классов до получения основного общего образования, снижение количества неуспевающих по итогам промежуточной аттестации, отсутствие учащихся, систематически пропускающих учебные занятия по неуважительной причине, отсутствие опозданий на урок, пропусков по неуважительной причине, да, и так далее. Если посмотреть обеспечение высокого уровня обученности, да, то есть мы опять делаем отсылку к электронному журналу, то мы смотрим сохранность контингента, замотивированных на учебную деятельность, отсутствие учащихся в классе с 1/4, с 1/3, то есть все то, что зависит от грамотной работы классного руководителя. Качество работы с документацией, то есть это то, каким образом классный руководитель работает с журналом инструктажей, с журналом по технике безопасности, по правилам дорожного движения и так далее. То есть это та работа, которую мы обязаны делать, да, но на которую у нас порой не хватает времени. Поэтому как критерий эффективности работы классного руководителя, да, мы его в эту таблицу вносим. Ну, давайте перейдем, наверное, к следующему, да, вот адресность как степень учета в воспитательном процессе возрастных и личностных особенностей детей и характеристик класса, да, ну, это мы берем профилактику безнадзорности, беспризорности и правонарушений, да, то есть это больная тема, мне кажется, любой школы, и смотрим, что мы отслеживаем здесь, это наличие системы работы с детьми группы риска, это сколько по количеству актов, да, мы можем просмотреть, сколько семей посетил классный руководитель, насколько вовлечены дети группы риска в доп. Образование, во внеурочную деятельность, то есть как вот классный руководитель работает вот с данной трудной очень категорией детей. Следующее. Третье. Инновационность как степень использования новой по содержанию и формам подачи информации. Владение технологиями, да, в том числе и инклюзивными, для работы с особой категорией учащихся, да, то есть как, насколько педагог, классный руководитель, да, готов узнавать что-то новое, делиться своим опытом, это тоже мы учитываем как один из критериев эффективности работы классных руководителей. Насколько он открыт для своих коллег, насколько он готов показать классный час, мастер-класс и так далее. Я хочу сказать, что особенностью еще нашей школы является то, что у нас классный час вписан в расписание в расписании уроков. И у нас в пятницу для всех классов одновременно проходит классный час. И это исключает тот факт, что какие-то классные руководители, да, не проводят его. То есть у нас его проводят все, потому что в это время каждый класс приходит в кабинет, прошу прощения, у нас сейчас кабинетная система, что каждый классный руководитель приходит в кабинет, где находится его класс, и проводит у них классный час. То есть нам систематичность проведения классных часов отследить в школе достаточно просто. Четвертое. Системность как степень вовлеченности в решение воспитательных задач разных субъектов воспитательного процесса. Это система дополнительного образования, как вы видите на экране, да, это включение родителей в воспитательный процесс. И уровень воспитанности – это те результаты диагностики, да, которые мы проводим с вами на протяжении года, да, то есть в начале учебного года, в середине промежуточную диагностику и в конце как результат учебного года.
Я еще раз напомню, что если первая колонка, да, это те критерии, которые прописаны в письме Министерства образования Российской Федерации, то остальную внутренность, да, вы берете конкретно под свою школу. Что в вашей школе, ну, скажем так, какие в вашей школе больные места, да, что вам для вас важно, да, может быть, что-то и не обязательно включать в эту таблицу, дабы, ну, не нагружать эти критерии. Вы решаете все сами. Для поощрения педагогов, наиболее эффективно осуществляющих классное руководство, в школе используются, ну, в нашей школе, механизмы материального и нематериального стимулирования. Здесь тоже в школах все индивидуально. Есть школы, в которых стимулирующие выплаты определяются каждый месяц. Есть школы, в которых стимулирование педагогов определяется, например, раз в полугодие. Поэтому вам надо на школьных методических объединениях принять решение, да, и прописать обязательно это в положении, как часто вы будете заполнять такую рейтинговую таблицу. То есть заполнять ее каждый месяц, да, а, например, стимулирующие распределяются раз в полгода. То есть вы должны это все четко прописывать в положении, чтобы понимать, чтобы классные руководители понимали, за что они получают. Делая вывод вышесказанному, хотелось бы отметить, что эффективность деятельности классного руководителя по организации воспитательного процесса относится к числу наиболее важных и сложных педагогических проблем. Созданная модель внутришкольного контроля деятельности классного руководителя позволяет контролировать и оценивать не только количественные, но и качественные характеристики деятельности. И тогда ни у кого не будет возникать вопросов. Если у вас есть вопросы ко мне, я готова их выслушать или прочитать. Ну, а если нет, то спасибо вам огромное за внимание. Надеюсь, материал вам будет полезным. Который вы реализуете у себя в системе, да, очень действительно впечатляет. Вот у меня еще такой вопрос. Лилия Алексеевна, скажите, пожалуйста, а вот творческие объединения педагогов, вот те самые школьные команды, которые формируются, каким образом у вас организовываются? Либо это по параллельным классам проходит к организации какого-то дела, да, или события готовятся педагоги, либо вот в каких-то, может быть, диагностических процедурах получается объединение педагогов, которые занимаются вот именно непосредственно диагностированием ребят и анкетированием. Вот каким образом организована данная работа, вот с учетом того, что должно происходить активное взаимодействие педагогов между собой? Ну, смотрите, у нас наш педагог-психолог четко диагностирование разделяет по классам, не по уровням, а по классам. Поэтому у нас, например, когда идут мониторинги, она сразу говорит, вывешивает в электронном журнале, там, например, это диагностика для 1-5 классов. То есть мы уже объединяемся, например, если идет у нас обучение в рамках школьного методического объединения, то мы объединяемся этим блоком. Например, понятно, что мониторинг 1-5 классов не подходит для мониторинга 6-7. Поэтому Наталья Петровна, она объединяет их в другой блок, например, по обучению, грубо говоря, или, например, по обсуждению результатов. Если мы говорим, например, о педконсилиумах, да, то вот, например, в этом году у меня был 4 класс, мы проводим 4-классниками мониторинг и передаем их в 5 класс. Поэтому у нас педконсилиум был завязан на учителях 4 классов и учителях, которые будут работать с ними в 5 классе. То есть вот, пожалуйста, опять такая... Преемственность обеспечивается, да, получается? Которая работает, ну, вместе. Плюс у нас достаточно много школьных методических объединений. Ну, может быть, потому что у нас очень много педагогов, да, у нас русоведы отдельно, математики отдельно. Даже если у нас идет подготовка, да, у нас помимо этого еще эффективная школа, в которой работает абсолютно другая творческая группа, да, по эффективной школе.
цифровой школе другая группа. В принципе, у нас такая коллаборация достаточно большая. У нас 2 корпуса, у нас 2 здания, но при этом, когда надо что-то подготовить в каком-то единстве, мы собираемся, как правило, в нашем корпусе, да, где большее количество педагогов, и мы достаточно комфортно умеем взаимодействовать друг с другом. Может быть, потому что у нас действительно это происходит систематически, и у нас такой, очень часто бывает замес педагогов, неважно, с начального класса, с начальной школы, да, или со среднего звена. Вот состояние такой комфортности у нас есть, и мы друг друга понимаем. Понимаем? В школе обеспечен такой микроклимат, да, в котором благоприятное происходит взаимодействие именно педагогов непосредственно от того, насколько они привязаны к какому-то предмету, к какому-то уровню образования, да, или даже корпусу, да, где проходит обучение. То есть здесь какой-то конкретной привязки вот такой нет. У нас общаются все достаточно начальное звено со старшим, может, смотря что их объединяет. То есть, в принципе, мы достаточно коммуникабельны и мобильны в этом вопросе. Замечательно. Спасибо вам огромное за такую энергетику положительную, за то, что вы действительно заряжаете наших коллег новыми творческими идеями. Мне кажется, что и вот тот опыт, да, стимулирования педагогической эффективности и активности, да, классных руководителей будет перенят нашими образовательными организациями. Спасибо еще раз, Лилия Рафисовна. Всего вам доброго, творческих успехов, хорошего летнего отдыха. Спасибо. Уважаемые коллеги, до свидания. А сейчас к нам присоединяется Наталья Константиновна Данченко. Наталья Константиновна, преподаватель и организатор ОБЖ гимназии номер 2 города Инты. Это наша опорная школа. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас видим. Хорошо, замечательно. Сейчас, я надеюсь, мы вас услышим, Наталья Константиновна. Наталья Константиновна нам более подробно расскажет о самооценке эффективности воспитательной работы в деятельности классного руководителя и представит опыт опорной школы гимназии номер 2 города Инты. Извините, боюсь запутаться. Хорошо. Наталья Константиновна, пока не слышим вас. Чуть-чуть погромче, если можно. Попробуйте сделать, пожалуйста. Звука пока нет, к сожалению. Давайте попробуем. Сейчас я думаю, вам помогут наладить звук. Пока не слышно. Попробуйте выйти из эфира и заново войти. Да, еще раз выключиться и включиться. Попробуйте, пожалуйста. Может быть, тогда получится. Просто бывает такое, что где-то слышно, а вот, по крайней мере, нам здесь на площадке Республиканского института развития образования пока звук недоступен. Угу. Еще раз подключаемся. Вот сейчас, да, сейчас мы слышим движение микрофона. Добрый Вот, день, замечательно. уважаемые коллеги. Здравствуйте. Мы вас слышим очень хорошо. Сегодня я представляю вашему вниманию доклад на тему самооценки эффективности воспитательной работы в деятельности классного руководителя. Социально-экономические изменения, происходящие в России в последние десятилетия, наложили отпечаток на воспитание подрастающего поколения. Сегодня в обществе наблюдаются многочисленные негативные явления, служащие питательной средой для проявления безнравственности, агрессивности среди школьников и молодежи. Что можно противопоставить этому? Особое значение сегодня придается целенаправленному процессу воспитания, где приоритетным является развитие индивидуальности ребенка, учет его интересов и потребностей, опора на сущностные силы личности. Осуществить столь сложный процесс способен профессионал в области воспитания, каковым является классный руководитель, действующий в системе эффективного сотрудничества со специалистами образовательной организации. Классный руководитель – центральное ядро воспитательного процесса. Воспитание – это не набор неких действий, операций,
благодаря которым гарантированно достигается успех, а деятельность, которую педагог должен выстраивать сам, определяя ее цели, ценности, подбирая методы, средства, рефлексируя процесс этой деятельности. Деятельность современного классного руководителя является важнейшим звеном воспитательной системы учебного заведения, основным механизмом реализации индивидуального подхода к учащимся. Цель деятельности классного руководителя – создание условий для саморазвития и самореализации личности учащегося, его успешной социализации в обществе. Сегодня роль классного руководителя в общеобразовательной организации неуклонно возрастает. Это связано прежде всего с внедрением новых федеральных государственных образовательных стандартов, и особое значение придается воспитанию и социализации учащихся, поскольку основной функцией классного руководителя является воспитательная. Он курирует реализацию современной стратегической воспитательной цели духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина. К важнейшим задачам деятельности классного руководителя относятся формирование развития коллектива класса, сохранение здоровья учащихся и формирование у них здорового образа жизни. Организация воспитывающей деятельности коллектива класса, включение учащихся в разнообразные системы отношений. Формирование учащихся нравственных смыслов и духовных жизненных ориентиров. Организация социально значимой творческой деятельности учащихся. Успех многогранной воспитательной работы с классом во многом зависит от качества ее планирования. Планирование воспитательной работы – процесс научно обоснованного определения путей, средств и методов достижения целей по формированию и развитию личности или коллектива. Основой для планирования работы классных руководителей является программа воспитания. Приступая к планированию воспитательной работы, классный руководитель должен подумать, как избежать шаблонности, формализма, мелочной опеки, привлечь всех членов коллектива к планированию. При организации планирования классному руководителю прежде всего необходимо учитывать следующие принципы. Научность, использование передовых достижений психолого-педагогической науки, звук. Хорошо. Конкретности, определение конкретного вида деятельности, сроков исполнения участников того или иного дела. Коллективизма, участие в планировании всех членов классного коллектива, учета возрастных особенностей, комплексности, преодоления трудностей воспитательной работы, решения комплекса целей, задач системы ответственности, системность, ведение воспитательной системы класса как единого целого всех направлений деятельности образовательной организации. Очень слышно. Реальности. Планирование мероприятий, проведение которых реально осуществимо. Связи с жизнью. Ориентации на реализацию потребностей и интересов детей. Целесообразности. Таким образом, четкое планирование классным руководителям воспитательной деятельности дает возможность включения всех учащихся в целостный учебно-воспитательный процесс. Оценка воспитательной работы классного руководителя должна опираться на ряд определенных критериев и показателей. Нормативная документация всех классных руководителей нацеливает на оценивание качества работы педагога по двум критериям.
результативности и процесса деятельности. Ежегодно в гимназии классные руководители строят свою работу на основе анализа результатов воспитательной деятельности. Он разработан администрацией гимназии во взаимодействии с педагогическими работниками, которые осуществляют функции классного руководства. Данный анализ включает в себя 5 разделов. Каждый из разделов планируется в начале учебного года по конкретным направлениям и мероприятиям, а в конце учебного года дополняется фактическими результатами. Это позволяет эффективно и легко оценить как собственную работу, так и функционирование всей воспитательной системы гимназии. При составлении плана работы с учащимися я основываюсь на анализе работы за предыдущий год и определяю инструментарий качества реализации воспитательной программы. Проводимые диагностики позволяют выявить круг проблем в классном коллективе, определить уровень учебной мотивации, уровень качества воспитанности у всего класса в целом и у каждого учащегося отдельно, изучить профессиональные интересы учащихся, проанализировать результаты, скорректировать индивидуальную работу с учащимися, сделать акцент по профессиональному самоопределению в плане воспитательной работы на интересы учащихся. Диагностики меняются в соответствии с возрастными особенностями детей. Оценке подлежит качество работы над созданием портфолио учащихся. Портфолио учащихся реализует одно из основных положений федерального государственного образовательного стандарта – формирование универсальных учебных действий. Портфолио является эффективным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки образовательных, творческих, спортивных достижений учащихся. Портфолио включает в себя следующие разделы. Титульный лист, мой портрет, здесь личные данные учащегося, мои увлечения, сведения о занятости в кружках, секциях, клубах, мои достижения, участие в конкурсах, олимпиадах. В этом разделе помещаются все имеющиеся у учащегося сертифицированные документы, подтверждающие индивидуальные достижения в различных видах деятельности учащегося и разного уровня. Страница навигации. В этом разделе размещаются результаты психологической диагностики, информация, помогающая учащемуся проанализировать свой характер, способности, мотивацию, узнать способы саморазвития, самосовершенствования, самопознания. Секретная дверь в мир профессий. В данном разделе можно найти материалы, которые могут помочь в выборе профессии, результаты тестов, информация о профессии. Учащиеся ежегодно проводят самоанализ итогов года, ставят цели, анализируют их достижения. Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной позиции. Ежегодно учащиеся моего класса показывают высокие результаты в олимпиадах, конкурсах муниципального, регионального, всероссийского уровня и становятся номинантами различных грантов, стипендий, денежных премий и конкурсов. Если вы сейчас обратите внимание на приз в денежной форме нашего муниципалитета Инты, то вы увидите, что в этом году я подавала 6 детей, а премию получили 7. Одна девушка получила 2 премии мэра в области образования и в области дополнительного образования. Обратите, пожалуйста, внимание на премию, стипендию на конкурс «Ученик года 2020». Моя девушка Оксана, она победила в муниципальном этапе, но на региональный этап она не поехала, потому что это совпало
с региональным этапом Всероссийской олимпиады школьников по биологии. А так как Оксана планирует в будущем стать врачом, конечно, она выбрала региональный этап по олимпиаде. Одной из составляющих воспитательной работы, которая подлежит оценке, это адресное воспитание. Основным направлением работы с детьми, находящимися на адресном воспитании, я выделяю работу по устранению причин отставания учащихся и формированию умения учиться самостоятельно. Этому будут способствовать следующие действия: диагностирование, анкетирование, индивидуальная дифференцированная работа с учащимися, работа с родителями, учителями-предметниками, педагогом, психологом. Основная причина постановки учащихся на адресное воспитание – это низкая успеваемость. Каковы же причины низкой успеваемости? Это низкий уровень развития учебной мотивации, неправильно сформировавшееся отношение к учению, непонимание его общественной значимости, интеллектуальная пассивность. Когда выяснена причина неуспеваемости учащегося, мы работаем с семьей, учителями, с ребенком, с педагогом-психологом, даем конкретные рекомендации по устранению причин неуспешности. В рамках реализации программы воспитания учащиеся на уровне основного общего образования подлежат оцениванию следующие направления. Гражданско-патриотическое направление. В рамках этого направления были проведены следующие мероприятия. Акция «Окна Победы», «Крышки добра», «РДШ», спортивно-патриотическая игра «Призывник», «Диктант Победы», героико-патриотический диктант «30 лет МЧС», фестиваль военных песен, урок мужества, «Один день в армии» и многие другие. Огромное значение придается ученическому самоуправлению как ведущему механизму социализации и развития компетенций самоопределения личности, дающей детям, педагогам и родителям право участвовать в управлении образовательным процессом. Развитие самоуправления в классе позволяет учащимся включиться в социальные ситуации, формирующие определенный образ поведения, дает возможность применения знаний, умений, предоставляет возможность моделирования нестандартных ситуаций выбора, постепенно вырабатывая способность ориентирования. Таким образом, ученическое самоуправление помогает формировать в школьном коллективе и в каждом ученике социально-нравственную ориентацию, социальную активность и личную зрелость. Опираясь на классно-ученическое самоуправление, создаю условия для социального становления учащихся. Это обеспечивается включением их в решение сложных проблем взаимоотношений, складывающихся в коллективе. Создается обстановка, при которой каждый ребенок ощущает сопричастность к решению важных задач, стоящих перед классным руководителем и учащимся. Через свое участие в решении проблем ребята вырабатывают у себя качества, необходимые для преодоления сложностей социальной жизни. В рамках этого направления учащиеся моих классов приняли участие во всероссийских акциях «Лес Победы», «Сад памяти», акция «Будь здоров», «Дня России», «Спаси ежика», «Крышки добра». Данное направление также включает в себя здоровьесберегающие технологии, индекс здоровья. Вся система физкультурно-оздоровительной работы гимназии направлена на сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование культуры здоровья, обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовности. Это работа и на уроках физкультуры, физкульт-минутки, спортивно-оздоровительные мероприятия. В этом учебном году проведены День здоровья, курс нации, соревнования по волейболу, баскетболу, спортивные конкурсы с родителями, лыжня России, походы.
Большую роль также в сохранении здоровья учащихся играет горячее питание. Большое внимание уделяется профессиональному самоопределению учащихся. В гимназии на протяжении многих лет успешно реализуется программа профориентационной работы. Программа включает несколько уровней, постепенно подводит ученика к выбору профессии. Основная работа начинается в 5 классе. В конце 7 класса учащийся составляет индивидуальный учебный план. В 10 классе учащийся осознанно посещает факультативные, элективные занятия по предметам, которые им необходимы для поступления в вуз. Большую помощь профессиональной ориентации учащихся оказывает проект «Профессиональная ориентация. Билет в будущее». В целях создания единого воспитательного пространства гимназии семьи мною ведется работа с родителями. Лектории, индивидуальные беседы, родительские собрания, организация родительского патруля, профориентационные мероприятия, походы, экскурсии, конкурсы, соревнования. В системе повышения педагогической культуры родителей в гимназии существует примерное планирование родительских собраний, которое охватывает 4 направления. Это возрастные особенности, общение, учебная успеваемость, профориентация. Тематика собрания исходит от проблем в классе. Для 2 семей учащихся моего класса были оформлены портфолио для участия в таких конкурсах, как получение правительственной награды «Орден Родительская слава», получение премии правительства Республики Коми «Лучшая семья Республики Коми». В завершение хотелось бы сказать, что самооценка эффективности работы классного руководителя – это соотношение планируемых и достигнутых результатов. Если ваша запланированная работа достигнута более 80% намеченного, то можно говорить об эффективности. Но обязательно необходимо анализировать даже те, на первый взгляд, незначительные недостатки в результативности, чтобы планировать свою работу в перспективе. И свои слова я хотела бы закончить словами: себя судить куда труднее, чем других. Если ты сумеешь правильно оценить себя, значит, ты поистине мудр. Спасибо за внимание. Спасибо огромное. Спасибо большое, Наталья Константиновна. Мы вот тут вот есть пожелание по поводу звука, но это называется компрессия. Бывает такой эффект, когда не доходит звук, скорости не хватает, как мне объяснили наши технические сотрудники и наши программисты. Вот. Наталья Константиновна, действительно интересная, яркая работа проводится в гимназии номер 2 города Инты. Скажите, пожалуйста, а вот именно объединение учителей, те самые школьные команды, каким образом, да, вот я уже тоже зависла, каким образом у вас объединяются, по каким направлениям, да, и в сопровождении каких-то мероприятий, может быть, событий или каких-то дел? У нас в гимназии есть методическое объединение классных руководителей. Это среднее и старшее звено, начальное звено. И у нас еще существует методическое объединение воспитателей начального звена. Здорово, замечательно, очень хорошо. А вот мероприятия проводятся больше, праздники, события на параллели классов или по классам индивидуально, или как-то вот вообще школьные еще какие-то традиции? Я вот знаю, что бывает разное и на класс, и на параллель, и общешкольные мероприятия. И самое главное, мы все друг другу помогаем.
Замечательно. Спасибо огромное, Наталья Константиновна. Действительно, мы с вами сотрудничаем уже на протяжении вот всей этой линейки. Нас сопровождала гимназия номер 2 города Инты. Спасибо огромное Ольге Михайловне. Спасибо огромное педагогам, всему коллективу. Действительно творческие, интересные, такие живые и творящие, да, так скажем, занимающиеся творчеством, проявляющие себя в деятельности педагоги. Спасибо вам огромное. Мы вам желаем дальнейших успехов, сотрудничества плодотворным с Коми-республиканским институтом развития образования и, конечно же, вот активного участия в конкурсах ваших ребят, обучающихся, и вас, педагогов, потому что вот тот уровень, который вы демонстрируете на республике, очень ценен и важен для нас и для всех педагогов Республики Коми. Наши коллеги с радостью вас благодарят. Я думаю, что вот тот материал, который вы предложили, действительно будет изучен, да, потому что многие к нам подключаются чуть позже, так как не у всех есть возможность в это время просмотреть наш семинар. Но вот все предложенные здесь документы, они будут прикреплены на сайте семинаров к непосредственно видеозаписи, и все зарегистрированные участники смогут скачать и использовать их в работе. Спасибо вам огромное, всего доброго. Мы, уважаемые коллеги, с вами также прощаемся. Летом планируем все-таки запустить мы онлайн-школу для классных руководителей. И если у вас будет время, да, в течение летнего периода, вы можете подключиться к нашим вебинарам, к линейке вебинаров, и также получать сертификаты при обучении в онлайн-школе и при успешном прохождении тестирования. Далее мы все, конечно же, готовим проект, уже подготовим программу воспитания, мы уже готовимся к тому, что мы будем осуществлять ее на практике, да, я думаю, что все педагогические советы уже состоялись, если не в мае, вот сейчас еще май заканчивается, то в начале июня непременно состоятся на базе ваших общеобразовательных организаций, образовательных организаций других направлений, да, и плодотворная работа нас ждет действительно интересная, яркая. А сейчас я вам желаю, уважаемые коллеги, хорошего отдыха, для того, чтобы зарядить свои солнечные батарейки, и чтобы это солнышко внутри согревало весь учебный год, и мы умели светить и радовать наших обучающихся. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.